избранный العمليات شنو طريقة طريقة بوك إدو خير شنو Нет, я не... Мух عمل. Повтори, я не уловил. избранный عمليات да ли Крита. Короче, опять избранность. طريقة да Избранность. طريقة представь Ага. Вот сначала Джуктибар избранный, тут Арабаш избранный день, инсан и дальше делиться, дешь избранничество дают шо. да делится на يعني سنانا بنانا درود كنانا я даю что дука за Ах, вот оно что. Эсэм, вот у тебя раз посрал, удешь, он окончательно в неверие упал или что? и полностью да Тесла it's дин я студент я таговари да и полностью не то что четвертого видишь по исламу اسم الدين شر ولا بيحكي عوون Да, он его провоцирует, Динчур Эруэл. Но у него есть это, имеется Жокер Мэйсон, он оградил свои ставки, короче. Маска, кепка, то есть фиг ты его узнаешь, чтобы наказать по шариату, да. Видимо, для этого лило шутя, что. Или маш сагает бриты на подбородок сагает лило шутя, непонятно. Вообще глухонемой переводишь махтов шуйтя, шеква, ласа шики ксеч тахрицун. Чего он слушает? Ша эфире велмовую публично вахин. Ислам обсуждает беш, там нах обсуждает беш, шакалам. جين ولا مسنيول نيتو دي تاشين سترو كيقين شامل تسويت Шибаргец был узром, я не знаю. И так, Тесла, Маскуэлши дебукбэлши аттуэшвэг Путину сразу. يشامله هو مشاعر هو يعني سيدته يحتاج штат إيش ملل إسبانيا حيث الوالمة بقى إيش ملل فونز هوي عدا بيرش كروتشي شيء ترسي إناخ بيش سو دي تسا بيشوما تدزين إيشوا просто Тесла смала реши его смажи и цагает лэпшдат يحدك خزياش خريطنا هو بيش لو خبر سيني يوش خريات إروا إيسن دويته ماسوني ماسكليدر Да, а кепку надел специально, типа, чтобы подозрение. Только маски, сразу же можете ойл хидяр. А еще кепки надеть, как-то расплывается это. То есть размазать подозрение. Скорее всего, действительно, может связано. Он же бухаш, и фамилия, и язин. И фамилия, и юбокш. Классы садишь, море. Да, о. Значит, мажибием при подозрении счастья, как Шерлок Холмс, Мааллер, все, короче, исключить. Каждый это методом исключения. Единственное, что остается, это и есть правда, короче, истина. То есть и дука действительно. Все варианты исключаются. Лампус, Мааллер. Что последние заявления Цигероны, шестилетний Берч Далдер, Зудвид насиловать бар, так, рабыни Слатер и вообще-то амиакский-то шизофреник, я здесь умчуал. Да. ما دين حقيقة دينا إكران حياة نشأ يكون حقيقة نشأ إيش мабуй, короче, он, правда, это отделяет. Вот здесь помню, здесь не помню Бог. И четвертый повешь, вот музылна, по идее, туда и что. Наложница.
Я измон تعدوش أوشم ده سر حوق مثلا Norce دينشو والو delig die ساعات دينشو واقع يعني أبرك نوت وينا абсолютно هم بوش واتساب Да, иду. Не табал бат я не говорится, но хардин дюч мой один дюч был сразу же бал махулитер. То есть это не катит, короче. Что-то волк да, ну тут же один дюч мой, как и мы. İşe öldürdüm şu adat elçane da dünün udi içi meclistirdi sen ses yapıyor. Главное сохранить паству. А там какими методами это уже там и головы можно рубить, и врать, и изворачиваться, и подмены делать, и лицемерить, что хочешь, короче. Главное кормовую базу не нарушать, не отвергать. Tesla удеш dedi kula. Да, живем. Tesla es busco din Quran полный дешья. Ага, 170, второй суры, 178 аят, короче. Ну, видишь, суры сейчас, но по полной охе индиш волверч, что ты хочешь, таксо. Education أهرم متامش هم دو إيش إتسينا خايش يا سر السام سكرينو إنشو استيا تعطيات سوول شو ده Иду-ка. Нет, наоборот, я находил подтверждение историческим вещам. Халгзамня, древний грек, египтяне, я не знаю, но греки, древние римляне, и многие они, и восточные цивилизации, там Вавилон, Мирбеши, они все верили, что Сигал из ее, ну как бы так, таубат, ибу. Вот небо это тау. Как вот все подряд. То есть просто таучиги цехельча, хуючиги сразу так, алюсь, роха, алюсь, у тебя знаний нету на тогдашний момент ему как-то возразить. Поэтому все человечество в тот момент верило, что есть небесный свод. И доша тигардо, что и Библии 2000 лет назад и с лишним я изменил Библию, постоянно небесный свод, небосвод, мунядинек, твердь небесная, твердь, то есть конкретно к гумю бахтиги, короче, таусанного лака халилан, потолок юбах, короче, и потолок прозрачный, Тарани, бьющая, вот жуктишь, хаязин, долго, ищ тумштати, небосклад, и плоские земля, и просто ищ встречаться, до кахтигаться, какой-то научный узнание, толковать там еще, любой кинешь хатьется, прям просто сказки даже, Грета и Грензель, и Андерсон, и шорт суюкается научные знания, вытаскивать да еще, за уши притягивать пеш. Вот и ум да еще, мне кажется, например, кузя и бахи, нет кузя и бахи, вош. Но фактур я цикли. Ты хотя бы самые тамщин, чего там нету, из-за бактерий, и теги хумши, грибы, и салин ши, вот и там это все составляет 99% всей биомассы на Земле. То есть Коран игнорирует существование 99% биомассы на Земле. Еще очень сильно. Только потому, что Эдми Баргин и все делал. Микроскоп изобрести, делать, и сейчас ты можешь косвенными этими. Но даже вот за нахилок, которые косвенными выводами приходили, что есть такие, на неду Барген Гуш дочь, царь Лазарш до Бош, вот Рази Бош, и Врачу, кстати, тоже известный
атеист, агностик и прочее, именно от Ближнего Востока, исламский, Тигах Илгукри, что известный, знаменитую книжку написал по медицине, которую до 16 века, по-моему, учебником просто был у европейских докторов. Вот Оцогер, например, чисто косвенно, что ойла ешь даже. И кеги нанинду царь вызывает тыбош. Он придумал всякие дезинфекции, вот эти все докторские вещи, изобретения, что пациенты, истории болезненных лезий, ожди бог шум жалелош. Ну так, продвиньте, сагхалак. Даже вот этот доктор Рази понял, что есть микробы, бактерии, а вот Коран это не знает, не понял, в упор не видит. Вот им не интересует, чтобы там что-то научное было. Временно, когда я еще пытался там что-то найти, посмотри на небосклон, и вернется твой взор, сделав круг. Посмотри еще раз, и вернется он униженный и оскорбленный, по-моему. То есть алама док интерпретации тогда клеил. Алама док вселенной юар хабарса хабарайш, короче, до того, короче, и ёкрош взгляд унижать ёкцу, короче, гугу бяхкана хазатим все равно отцу алама юбош. И толкование, и аят хасхитерсон. И вот единственное, что там это находился такой намеки на пространство. Из-за своей арбы матхиежду Аллах, скорее всего, это поэтическая интерпретация Кулиева, наверное. Что в самом этом аяте написано на самом деле, можно у чат GPT спросить, или у Gemini, или кого-то, свой арабский разложить. Или отхайна хадош ишт олар, отхайна хож олар бош. Я мин сажу, дагдайтан, дик дон, сейчас я гляну, что я лет, наверное, 20, этот аят. Только сейчас его вспомнил. Не слышал. Тесла и Редуг круглый хунд хульшу. За горизонт. Земля круглая, дуга земли моей. То есть за горизонтом даешь гуши, он или же создаваться, да он что вот, юхаю, например, не знаю, один конец гладуги километр расстояния, хуль, например, ваш конец радуги километр расстояния. Вот так, короче, и круглый он любовь, но на самом деле это атмосферное явление, которое уходит за дугу Земли, за горизонт. А Земля круглая, так понятное дело, что он и небесное явление. Он гуще тоже переламывается, свет преломляется также. Линия город долгая, короче. Одно из доказательств, что Земля круглая, наверное. Да, очень что, например, и цасунцала и космический и те дешниш шмо десинц и хоклат и халу космос и халуч атмосфер, безвоздушное пространство и рой расстояние, промежуток примерно. Да. И от границы цаны кругу и алхиетхсун и радуг яц возле земли и он доказывает, что земля круглая и границы яц и безвоздушное пространство и цунлагар дуньянс йол и пространство очень юкадол с границы цаны круг и алхиетхсун возле земли, вокруг земли. Ну, вокруг Земли зауряти, потому что локально пермаяти, и воздух пропитан влагой, чтобы призмя стекло санцу переломлять и выдавать спектр. И хайну, короче, выдавать, но все равно угол за горизонт, дик даур, полукруг санюк, адсанно. Так что да, это можно как косвенное доказательство показывать древним людям, где город Дубовш.
иначе как ты объяснишь, что она другая? Суман ойл цены, но, по-моему, логично, ну, ты гамма господу. This Flash and Amoris Marshall Dusala Sher Maserga Ваш Мусулейна и шланг теперь тайнишься, струю воду билтива. То есть он алха, утка, дуга. Никакой изгиб земли там не надо. Просто шланги теперь тайнишься. Хет малх болшханет, когда ты струю бьешь, та же дуга перед тобой становится, весь сон алха. Это что доказывает? Это потому, что ты, короче, хахиды распределяется перед тобой. Это совсем не то, что ты в атмосфере видишь. Это разные вещи, оказывается, да? Мы, холта, английский юг, по-моему, поверь, суеверие, юг те древние, типа на том конце радуги зарыто клад зарыт. То есть радуги не он, это означает, что эльфы там какие-то, лепреконы зарыли клад, вот где это радуга, и конец, и куда он? И конец лахбел шла, короче, и конец, я на самом деле, моя он и иллюзию, и вот мураду мааллар за горизонт. То есть там нету никакого конца, он просто уходит туда, искривляясь по этой, по кривизне земли. Я же другой пример привел. Хан Алга шланг тобой. Короче, ну я шлангить, иди на гахуна, могу Шекспир. Она просто прямые радужные лучи у тебя бывают. О спектре я шу, погугли, призме, сучола, свет пропустить и разделяться. Док, из-за того, что скорость у разной длины волны, разная длина волны, призму и треугольный. То есть это туда, красный туда, зеленый, и распределяться. И он говорит, о спектре чу, а он говорит именно о радуге, почему она как этот, оценна, описывает вот эту дугу, уходит за горизонт. А ючик о спектре чу. В радуге есть спектр, но сама радуга, она и расположение, она повторяет вот изгиб Земли, уходит туда. Ну, мы же об одном и том же говорим, то, что у тебя перед носом, а то, что там в небе. Дечки, например. Все говорят, дечки, например. И дечки, а он говорит, дечки. То есть вот это что. Теперь я эту дечку возьму и вот так саттаин отценно, короче, не знаю, на 10 тысяч километров. Даса и это саттаина, следуя этому вот, и в форме земли, и что отценно, да, вот, я говорю, хажал от дон, вот, небесный лук, короче. Да, и дечка из-за цаумью, но они представляют разные формы чего-то. А в спектре чужая состоит из спектра. Тесла, хадешук ирдала хажа. И, например, и ца dünya дуктин це хуерца, ца Юпитер ертия хуерца гуана, ца чуксан, ца движение юлш дол dünya дукца. Це дакца йопсу милоер. Ца dünya шя дукца dünya ца гуана, ца круг юлш дукай. Сатурн. Ihins Цун сан иштог дюнян гуана и дуэл хиечуса и радуг. Это доказывает, что Земля круглая. Если Земля была бы плоской, горизонтальный хиерис и радуг, гурия церковь. Нет, на месте бы хульщаться. Каждый видит свою радугу. Надо погуглить, чтобы не спорить, надо погуглить. Почему она вот такая хача? Радуг хулю, мацхочу. Довдеч хочу. Да, это переломление света в каплях воды в воздухе. Экватор мадаци цигай главный дик.
Его форму Его говорят, да. форма. Я поэтому говорю, если вот по логике, если посмотреть, Земля круглый долдел полностью вокруг Солнца. Просто мы видим половину, а то, что уходит вниз, мы не видим. А если бы логика душой, если Земля была бы плоской, она была бы горизонтальной форме вокруг Земли. Это сон. Угол и малых угол, от него зависит он, мелкуш, вороток. Все понятно. Сдаться. Yurtan olsa olu dünen gona etsel yok olsa olu yurtan tohola olu. Тесла, да, ты гуглит, где можно увидеть все, что угодно. Африку, там, Австралию. Это важный вопрос. Поднятие. Даже Можно ли доверять всему это? Но даже инструментарий, мышлением проверить это 100% баду и дати. я что хочу сказать. Любой континент, материк можно показать с космоса. Антарктиду он цегает церковь. Почему они только край показывают? Потому что Земля хиш мадой и ятер экватор я. Сейчас я объясню. И экватор я и хишена вот именно вот с вращением Земли, а спутник запустить теча, он ищет еще хай. То есть где вот этот поясок вот этого шара, который крутится, и по поиску запускать ее. Да, есть спутники, которые запускают это в поперек. Вот над этим, над Северным полюсом и над этой Антарктидой и кругиш наяривать, царь, короче. Но это требует очень больших энергозатрат из-за того, что вращение везде помогает выходить на орбиту, а туда и доха, короче, это энергозатратно и как-то бессмысленно. Я думаю, что есть спутник, который над Антарктидой полетает. Может, есть, может, нет, он точно цаха. Опять-таки надо посмотреть. Но духуайл спутник Ши, вот это естественно, что они крутятся вот так, короче, по всей обитаемой площади от этого шара как можно больше. А ищет пустить, да, он как бы этот, я не знаю, вообще возможно такая орбита, но-ка дай мне глянуть действительно. Да, ну да, был важно. Самый один планет, все, что угодно показывает. Но почему-то целиком Антарктиду не показывают. Отсюда. Мы тебе выложили, целиком Антарктиду выложили, карту. Вот что писал Мадар? Целиком Антарктида. Не, классно. Это одно, когда я забиваю Google, покажи мне. Я поддерживаю Берсера. Мы требуем онлайн наблюдения за Антарктидой. Я поддерживаю Берсера. Да, я забивал. Потому что там плоская земля, когда вокруг есть, короче, ледники. Да, мне надо. Вообще это ни к чему сейчас. И НАСА. Нет, там конец земли, там небосвод. Я согласен, чтобы это опровергнуть, надо показать. Ничего себе. Когда я лично забиваю, я это не вижу. Сакраяш, говорит, и все. Конечно, глобуски, да, за географию мог получить за урок по 4-5 пятерок. Дело не в этом. Новость. Блумберг. Борт номер 1 на борту с Трампом развернулся, приближая Европы обратно Америку.
Сам сэр Давай, Макрон Хамуш. сэрдом был, да, знание. Макрон сэрдом был, специально. Если бывает. Так что удовольствие принял. А второй Трамп. Знает. Берсер, а хуй сколько Архитон, с какой целью вот Антарктида не показывают? Вот, интересно тоже. Делдасон, мو قال не знаю, ну, если Юпитер говорит, ну, что Хальсиане. Я не знаю, Венеру, все, что угодно они показывают, но почему-то Google Антарктиду, а что сакрайбен, сагойт, что сунам сагойт, он угол там сагойт. Я могу объяснить примерно в таком ключе. Спутник же, он же бесплатный маяти, миллионы килограмм, чтобы на орбиту доставить, $20 000 стоило. 1 килограмм, чтобы на низкую орбиту поднять. А 100 килограмм сам посчитай, тонну сам посчитай. То есть и спутник запускает, мусит $1 000 000, то есть запускать, что спутник, он запускать, что связи запускать, что и яцахунда запускать, что. Просто так над Антарктидой прилететь, если спутник запускать из какого-то по приколу, чтобы это убедить людей, что конспирология, идешь. Что киснер миллионы, сотни миллионов долларов, да, десятки миллионов долларов. Но смысл спутника в чем, чтобы он какие-то аж был территории, и летать, что-то там делал, короче. Либо связь обеспечивал, либо картографировал это место, или что-то делал, короче. В том деле, 99,9 там спутников, понятное дело, над Антарктидой им нету смысла. Никто за это платить не будет. Но, оказывается, есть все же спутники, которые летают над Антарктидой. Я сейчас тебе прочту. Смотри. Спутники над Антарктидой летают регулярно, и довольно много. Утверждение, что над Антарктидой не летают спутники, это миф, который часто распространяется в конспирологических кругах. Вот реальная картина. Полярные орбиты, Polar Orbit, так, наклонение 90 градусов или близко к этому, специально предназначены для прохождения почти над обоими полюсами. То есть осеять на горищ, не вокруг, а вот так, поперек. Такие спутники пролетают над Антарктидой каждый день, часто по нескольку раз. Примеры: метеоспутники NOAA, POS, JPSS, спутники Landsat создают мозаики Антарктиды. Спутники наблюдения Земли Sentinel и MODIS, много коммерческих, Iridium, связь, Starlink, есть полярные аппараты, то есть даже у Маска есть над Антарктидой летать, есть часть Starlink. Военные разведывательные спутники с наклонением 60-65 градусов. Почти вся современная съемка Антарктиды, в том числе и очень детальная, делается именно с полярных спутников. Почему тогда возникает ощущение, что в кавычках спутников нету? Причина заблуждения. Геостационарные спутники самые известные. Это геостационарные, которые висят над одним местом. Над Антарктидой не висят такие спутники. Висят над экватором, над Антарктидой угол слишком малый, их почти не видно, кроме очень приподнятых орбит с наклонением. Так, международная станция и многие пилотируемые миссии наклонение 51-52 градусов не долетают дальше 60-й южной широты, поэтому Антарктиду они не видят. То есть этого международной станции и пилотируемых аппаратов Антарктиду не видно. Чисто по этим, и за горизонтом, за Гуаргмаду, ты не видишь, что там происходит за этим. Google Earth карты иногда размытые. В центре Антарктиды, особенно 82 по 88 южную широту, меньше проходов спутников и много облаков, снег, лед плохо контрастирует. То есть вот суровую погоду, видите, я вел Антарктида, она тоже там постоянно облака, снег, короче, не всегда хорошо можно ее снять. Мало постоянного покрытия интернета-связи. То есть для интернета нужны геостационарные спутники, а их над Антарктидой нету.
или очень плотные созвездия спутника. В Антарктиде связь дорогая и ограниченная, бла-бла, короче. То есть спутники над Антарктидой летают постоянно, просто это в основном полярные орбиты, они висящие на одном месте, геостационарные, которые чаще показывают в новостях и фильмах. Если кто-то говорит, что спутники не пролетают над Антарктидой, в 99 случаях он имеет в виду именно геостационарные спутники, а не все спутники вообще. Ясно, погода. Я так понимаю. Не знаю, но они утверждают, что есть фотографии. Хаживай, иду и фотографишь. Фотографии можно закинуть? Ну, если я забиваю Google, они только берег показывают. Коде, полностью Антарктиду тебе показали. Закинули в форум. Ажая. Да, консорт только, да, знаю. Погугли на английском. На русском языке почему-то суна даже с хаттер девча растем от локтосун и почему над Антарктидой не пролетают самолеты, а фигум бить его локоть? Очень странно, кстати. Ну, странно, что Я спрашиваю у Гугла, почему над Антарктидой не пролетает спутник, он мне 10 тысяч ссылок выдает, почему над Антарктидой не летают самолеты. Давай на английском попробуем все же. Может, этот баг связан именно с русским языком. Микрофон, да, я быстро скрипит страшно. Сейчас мы посмотрим по-английски в реакциях. Санчо, шукасин карт, дарк. Ордовин уже. Хаец. Карта Антарктиды со спутника. Да, это алгоритм Ютуба на русском языке баги и берсер. На английском ахатыч, короче, самолет, что сейчас сразу ответло. То есть это, видимо, из Google Ads Россия далее мои и том мобильный русско-украинский. Они там уже не обновляет, не поправляет, короче, на русском информации как бы это в карантине. А вот английский мота охватит, самолет, что бьют, что четко, короче, жопло. Сам можешь проверить, переводить каким-нибудь этим. Жопом можно говорить все, что угодно. Я забиваю. Нет, ты да, не забивай на русском, пожалуйста. Не доверяй русскому языку, потому что английский можно и на русском. Можно и на русском. Напиши детальные фотографии Антарктиды со спутника, с космоса. Я здесь могу что ума. Не, я имел в виду и запрос, я стигаю какой-то странный этот русскому. А запрос, почему над Антарктидой не летает спутник? Он избегает ответа на русском языке. Он вместо этого начинает говорить, не выдавать мне кучу ссылок, почему над Антарктидой не летают самолеты, хотя я не спрашиваю его про самолеты. А английский это что четко, самолет, что видишь, ответ лохажа. Это связано с географией. Южный полюс находится так далеко, что ты так далеко, как возможно на нашей планете. Поэтому кривизна Земли блокирует Северный полюс, чтобы его можно было увидеть из большинства спутников на геосинхронной орбите. То есть специальной орбите 22 тысячи, то есть 30 с чем-то тысяч километров. Мили. Экватор тягал. То есть спутники запускают, как я уже говорил, над экватором. Тундела и кривизна Земли, город Мадуй Земли, Адамел, Видхон, Антарктид, Бухайол, он и Гушьяц. То есть ты с экваториальных спутников, которые составляют подавляющие 99,99%, ты ее просто не видишь. Не видишь. Почему? Да ладно, Горго хочешь, когда они вообще
Дилен, сейчас звонят, я потом скажу. А не стало, если- М. Как это вы вон Зайди этот в форум, зайди, смотри, полностью со спутника Суртдуан. Швейцария, Оахи, нормально вообще. Авион ждешь будет, да. Наш обратно. Развернулся Барцар. Для чего, не знаю. Кошелек есть сел, Подъезжаю. мобильный телефон есть сел, его я говорю. Посмотреть Гренландию пошел, наверное. Лететь над Гренландией. кривизна земли и те Швеции. То есть, если из Новосибирска посмотреть Москву, то прям можно увидеть ее. Ее нельзя увидеть, потому что она за круглой долгой. Земля, она вне твоей зоны видимости, она за горизонтом она. Так то же самое, Кузиха Мадуй, Антарктида, она за кривизной, там внизу находится. Ты дно шарика, находясь на экваторе, не можешь видеть. На экваторе шарика гулять или летать на высоте там несколько сотен километров, он гурмадец, бухаю Антарктид. Это естественно. Erser, in nun Странно. cik ambācijas Antarktīda. Наверное, Really. видимо, с Антарктиды позвонили ему. Dēlās, un еще интересно тебя, yol Tasmānija, Ožvier, Новая Зеландия. Новая Зеландия, Tasmānija, dēlā. Австралия. Чё, хаз мягкшдуешь, такой климат, интересно. Представь, почти самый ближний юкуш, какая-то к Антарктиде. Ближний, я 4000 километров, 5000 километров, я знаю. Ну, имеется в виду последний, как бы, точка Шукушич, там густо населен. Близко к Антарктиду, это Чили. А Тасмания, yok пачалки, там даже миллионы адам, да, тебе? Тоже интересно. Почти европейский там, архитектура, ну, царь как бы, Хайлан мои. Но Новая Зеландия, что говорят? Тасмания, островы, полуостровы, что, или островы, полуостровы. Нет, Тасмания, остров. Тасмания, Австралия, остров. островы, что? Да. В Антарктиду же туры же есть. Можно купить туры и поплыть туда, посмотреть. Да, опа, лен тебе шел тур. Очень дорогое удовольствие. Кстати, хинц йоу юк тебя. Тебя лето хинцду. Августа. Угор там. Пикал, ахуй тебя. Короче, нормально, лича там туда. Ну, Тасмания, им более прохладнее иду, Новая Зеландия, короче. Нормально, 21-28 климат. Чё, хазмо, вы Новая Зеландия. Новый Зеланд. Новый, короче, остров, земля. Не остров, а как это на английском?
на немецком озеро Будре. Ничего, мощно, хелла, все равно, и Британия. Шехена. Дабан sana, Америки чугаерч, дабан sana. Австралия чугаерч, Индия чугаерч. Арбоем Причем полностью. только Вдоль и поперек поиметь бинацер. не только испанцы, португальцы, голландцы, все Да, испанча, бывали. голландч тоже были как бы открывателями. Португалии вообще приход. Вот Сальджим, представь, вот Сальджим подчалгает, и они и регионы азиатские, Китай, Япония, Филиппины, там, в общем, Азия, и Азия, и еще плюс еще Латинской Америки, Южной. Все это поделили между собой испанцами. То есть с англичанами, sorry, между собой и с англичанами. Зона влияния, зона влияния. Причем они столетиями сидели в Японии, и никого не пускают. То есть, флот лишь, Джим Хамду, но они везде были эти корабли, свои эти торговые точки, иезуитские миссии, монарши. Что влияние, что представь, территории там у нас гулький нос, и такое мощное влияние пол земли, короче, контролирует. Испания чохлыш, да, в этом плане. Да, ну, испанцы, англичане разбить Мабини, то есть англичане их разбили, а вот с португальцами нет, воевали англичане, но там разбит, решающий морское движение хилят, поэтому они в конце концов поделили просто Японию, Шую, не знаю, Макао, Таю, Гаршую, Таю, Бош, распределите на царь. И Америка. Южная Америка, Шую, Бош. Аргентина, португальский будет, по-моему, может, Аргентина, Бразилия. Аргентина, Бразилию я аргентинец, а португальский. Бразилия, португальский. То есть они, представь, Южная Америка, Япония, Ерик и Швец, и Олак в царах. Остров Ява, Индокитай, Масу, короче, серию, Индия, англичанщию, они один Восточная Африка, Португальщию, Южная Африка, англичанщию. То есть они все распределили между собой. Вот Джиммел, Тинтель, короче, Португалия, представь, идет, короче, вот по полмира и держит его в колониях. Танах бац, например, Китай, или Япония, или Филиппины, или еще где-то. Там, например, португальцы, корабльщики, интересно, короче, еще и специальная армия, копищи, и аркибуши, и штерцы, короче. Доспех, порядок, военные науки. Там месяц, например, что и Португалия, там, почал, и корабль, они даже без понятия, что Португалия это вот такой небольшой район Европы, и он ходит везде, все с англичанами, короче, столетиями по половине земного шара колонизирует. Тесла, Тесла, Индия, Англия тоже, да, на Индию как бы насела в свое время. Да, Индию, Пакистан захватили они. Тахилы, ну, это очень. А Китай там не вариант был, да, значит? Как это не вариант был? Китай вообще, китайцы называют это время унижений. Помни о времени унижения Китая Олаф царь, в школах, истории урок. То есть Китай использовали как колония все, кому не лень. Начиная от англичан и кончая русскими, французами, даже немцы отметились.
и восстание боксера вел Шен. Даже немецкий вот этот атташе, он тоже, короче, принимал участие в подавлении взбунтовавшегося Китая, чтобы его снова этот навязать не еще и опиумные войны шел Шен англичанш торговый счет. Решил что и опиум ёхт мегши цамлило ши. В общем, унижали Китай в это по полной. А Китай что дяхло такие императорские системы, она у них там вообще не дееспособная была. Царь полностью разбивает бежласт, на Китай 250 тысяч китайцев они Маньчжурии, короче, уничтожили последние восстания. А англичане поддерживали это бомбардировкой со своих кораблей. Английский корабль долго царя и артиллерии там разносить дешево, массовым технологические превосходства. И китайский чиновник Шахал и центральный Китай Ашул и император Ват, который, скорее всего, там какие-то резиденции имел, чем донесение, что типа 100 тысяч английских кораблей на нас напало, Индии, Армачу. Хотя там всего лишь корабль, и пушки щити. Шайн углило, что так что Китай пережил, только он был оккупирован не даться, это базы шайош. А вот этот и Гонконга, и мои англичане, как бы, береговой, скажем так, часть Китая береговая, она находилась под вот это оккупации, оккупации разных этих европейских держав. Французов, англичан, русские расты там, мол, со стороны Сибири у них земли забирали, китайцы выгоняли. Меньше всего немцы заманивали. Македонский вац, Перси, короче, покоритель. И кого он там представлял? Начинаем македонских. Древняя Греция, она же на полисе делилась. То есть опочал моя древняя Греция или Эллада уж. А это разные города-государства. И среди них были вот Македония, там Афины, как бы короче, это македонцы, это как бы, греки эти говорят по-гречески, но свое отдельное царство как бы имеет, династия уж. И вот Тигр Вука, короче, сын царя, скажем так, наследник, взял этих греческих воинов своих и переплыл Средиземное море, высадился в Египте и начал вот эти все Нишбеш аж до самого этого Китая, но дошел только до Индии, эти стрелахи отравленные, закончился его поход. Да? Да нет, кажется, это что? Куда кататься? Мифью. Да, там миф, типа, святой вода, чуть-чуть, кажем, тирлет, чуть, единственное, името герче, мислим, что-то очень сундел. Туда, и Варейс, про него... Македонский, другой миф. Это другой. Это миф про Ахиллеса Машуала. Это не про него. Да, перепутался Ахиллесовский. Кстати, это миф Ахиллеса, и германцы тоже сплагиатировали. У них он тоже есть. И Зигфрид Бош, герой Утер, мифический, из Личоша, Нанс, в крови дракона, по-моему, Личош, я не знаю, что это. В общем, там местится листик, или гена, пропущенное местечко осталось его уязвимое. И в конце концов. Тесла, ночь, если что. Кивнул я мимо, проезжая, короче, пролетая. Мысленно мы с тобой, да? Мысленно я с вами. А в телом Цюриха.
Тасманинский телеграм-чат этим восставшим в Петербурге рабочим. Мысленно я с вами, а телом, как всегда, в Цюрихе. Почему вы не Цюрих должен, Давосе вы должны были быть? Почему вы разъезжаете по Австралии? Тасмания, по Тасмании. Да. Тасманийский дьявол находит себе шуи. Представь, их лахтер, тасманинский дьявол. Тебя бьется, ты живой. Да, но вроде бы он вымер. Где И такая Карина Бошта. Дьюч Барак, собака? по-моему, вымер. Нашли там Вроде бы несколько исчезнувший Вамбак, тасманийский. Нет, там Вамбак. был тасманийский. Вымер тасманийский волк, а дьявол все еще есть, по-моему. Нет, Вамбак там есть. дьявол. Дьявол есть еще. А волк Не, тасманийский вымер. Боже, там объяс, там жалцем, юмом, короче. Что интересного. Гусулнахта без. МКЛ, сейчас уже от Австралии, хотя это МКЛ. Кстати, они подходящие животные, да, для... Калюшки шамят, тебя хуй сар. Хасун завезли туда МКШ, и Хасун показывали. Инвазивный вид, мы... И Тахидар тебя, тучу карп, царь, и карп просто такие местные черри полностью уничтожили, царь, вытеснили. Царь и карп теперь эти с саданами полна. Тесла африканский червяк, тербацах тигер абориген, что Нелла узкоглазый. Их последнее время вывели в отдельную расу, слышал? Австралийская раса или субраса. Ламезы, по идее, он дальше вообще так и бухаешь. Да, возможно, они там десятки тысяч лет находятся. Даже больше, может, сотни тысяч. И хиллах дальше, всегда дыхали, бисен, бухаешь. Да, вот это до самого соединялось, до самой Новой Зеландии, наверное, там были перешейки. Либо можно было на лодках переплыть от островка к островку, либо даже пешком перейти, возможно. Потом потихоньку вода поднималась, и уже фиг ты попадешь туда. Бня турка чуа, вид остров висит так долго, раз, короче. За мальчик ворца, они рауч, да, цветой вуал, да, ватен. Турция, вот ты, Илон. Греет, вот не такие святой отчище, речь, да, достоверно, утвердиться, да что, да, Тесла. Пошел вон, мира, скинул его. Это нас посрал в детстве. 100%. Убедиться, ты чуть, а вот его шоу, да, с любой Николах, пророк, разве твоя. Не, кино, что поучитель здоровья, все равно, или а? Ну да, режиссер. вот, прямо еще, что можно там намеками поприкалываться над советским режимом. Сейчас, наверное, интеллектуалы какие-то. Тариат Бога, избранные, да, Амалия Шаровского, оказывается. Ламан Хуауи, что? Ой, что да. عن طريق أبو أراب
Шариат трактовали вопрос, да? Шариат трактовал вопрос оскорбительный. Ну, как раз уже Тесла представь. Почему это? Да, Почему это оскорбительно? Ничего себе. Ты, Харри, быстро, похоже, вы единственный быстро на бубош, бисмек шбоя. Сел будто вообще от куда идешь, Ибраим, ау? Я только на несколько минут заходил, будто вот что бушевать, конкретно. Ну, он интерес. Говори, SMT. Soçuğur, arur, çuçiya, yoksa üç ras arur, soçuğur, devda babıyor çuçtu ahir. Это хизуаш гириони пися 3-6 лет, حتى алус, да? Сам сахта хизик, У них у всех вот эта реакция. Короче, нормально, он это просто, короче, у всех есть там стандартные реакции, прям можно предсказать, что они скажут следующее. И ответ Цедалер, они понимают, что они понимают, что это. То есть, цахуш бахтакуш от непонимания дючтаться, они прекрасно все понимают. Это показатель того, что сейчас убил шбухаться. Просто, не знаю, бог честно, с динах пьешь, адам дуется, не понимаю. يدق يمدو يتسوى حتى алус, ду и лорда до тиху, шадеку. Лицемерие, юка Тесла, лицемер, юка, да, казама, да, сега. Просто на поток. На производственный поток поставленный лицемерие, Табелхи, хадж белхи, так амеш, деши, ашала, машала, ахи, бо, штабна заргалиш, дяхкан, таможниш дахец. Танах бу, короче, имитации шеш лилш, короче. И директ, и веб-хаттер модельный сразу же, ерик имитация, да, и к чертям. И тана, ишаде жутк шазин бах, представь Тесла, ишаде жутк шазин бах, но хин саршат ешвек, нормально, ду, и хоханах, и милуха, хайн вичер хаю ешду, jo, та Турция, тауня адер, кан вообще шеш, уйцу цауш, отцул, инсас бо, будонаж, и бред дяк дукнистин, и туч вертен, инзи конец тучи, кидаенша, худица дисаха, юхуа ишьяц, ишта ситуацию, да, это. Да, чемодан без ручки. И нести тяжело, и выкинуть жалко. Да. Абу. Телефон, ген орсо. Эш воронзо. И طريقة بوشن избранный عملية شوي خاريون هتسوت يبوغ دوي. ها أخي ده سرسوني. يرولك حجريو. إذا لوغانسكي سواقي ديش لبار حجر بيش أخوشون وأخوشين. Короче, طريقة بوغ избранный عملية شنو أورش دبار سوي متامشين بوغ. Да, по случаю баждин доючу кесарагетон исалайна. И пич би кесерум дама да, он балеги Тесла движет. И будет кесераса, он хинтан вы мат движ получает полностью 100% почему будет дырявлять. Это. А арбошем им вот что один дитер да, вот но вы мат движ 100% почему. Отдельно ислам туза продумывать, конечно.
أبورة باتها ساعة وشتا شقوسا مالخصة تين بوشتا فيديو ياتر المتيقن Izzi, i 23 duyti, حاجة رونزة حاجة رونزة. توهين يقنيز 23 duyti ماتسون. أخ سوخك ملوع تشينجيز تاني ستيم هوي كده تشيجة كاتشوا بيدخل شمال الدنيا مال гонда حيش уже установлены факты бош она утешвали уже И каждый раз халбат нагдит целую, дама дюйся. يقول تعبول بلتيش مال خصصت الدنيا عاوز بول بلتيش бош ولا شاشوس خير دو из желата. Установленные факты Олшана. Ха установить не факт. Аллаха появору установить не, кафеш установить не. Из-за улыбца. Факт يقول عيون ساموال مقدس إيش دال سال الجاني فقط يقول هدوني ما شايف قوند عيش شيء يفقط يق Да, мал соционер, а все-таки более грецом дюния соционер получил. Дюния соционер, дехерду. не представил ламон هو например иглам там ясно висит да тут плавает рассал короче мал социабен полностью систем социально жидкий давязался да все но yok düzeni ya o çok küçük kadar Ах, я царь, чуть-чуть бьехом шил бах. и дух вообще интересно Може, джукти дюх целый дом, мал социально. Это он обгонцая. А ваш, короче, джукти, пукти, боши, хабаши, чашку. Там же не буду. жидкий için ne загадывал да представь И حديث يزن все-таки на тот момент Dünya sesler опасно дыхать, шольцом гейцом. Dünya sesler. Denk geschdet, zich zoals met z'n soms is. Dus de gedon який de гол туда мешаешь, когда даешь. Да он движение по-моему дня через скорости дня надвел, что лишь резко было латца. Ты что делал, до дня мелду гол. Sonde mag dat in hier er все-таки воли должен есть он тягата mag zit на Они Лемон вот действительно из катастрофы или космические. Вот вся эта масса воды, триллионы тонн морской воды и экватория 450 метров в секунду. То есть звуковой скорость тел выше. Лететь дешь триллионы тонн воды дух. Это представь, резко сатич. И мощение инерции мухуль, а резко сатич там, и тебя как мешок картошки, короче, лобовое стекло размажет. А тут триллионы тонн воды со скоростью выше это звуковой. И резко сатич, это я не знаю, кто бы там выжил, это катастрофа невероятная была бы. Ну и вот эта вода, вот это как, не знаю, высотой в километр, если не больше, прошлась бы полностью вокруг этой Земли несколько раз. Это, наверное, не знаю, компьютеру симуляции рассчитать, спокойно их умдить, посмотреть на это интересно было бы. Зоном лянч, ты дурачи спасти да целый. Думаю, да, настолько это было бы. Ну, это надо просчитать. Симуляции только покажешь. Это, возможно, он и Эвересте. На Эвересте, может, выжил бы. Сега от нехватки кислорода салота лавр либо отсюда. Хихи цакачил халвал вода. Ну, ты тратишь горная цепь Мави, там же не одна гора. То
есть вот замедлитель, удар взятия, внешний цепь, пригорницу на Ну, себя удар первый взятия. удар замедлителю Тесла, да, первый удар замедлителю, ну, представь, это целый океан, мировой океан, гулять я ж могу по всему этому экватору Аливы, да, а у Готович, да, я его что, волна, что даже создал, я не ждал, понравится, вот это для себя. Нет, ты Континент Шрубидер. Нет, ты дух размытия, но ты учитываешь, что все это крутилось бы, максимум это на экваторе было бы. А ближе к полюсам, идир мадуцо, затухатир, мадуцо, сила я его. Вот он, как бы полностью го бакцо, мелевой экватор, 40 тысяч километр экваториальный. Умфанги, окружность, 40 тысяч в экваторе. А выше к полюсам все же, мне кажется, там зоны были бы, где это не так это жестко было бы, но реально катастрофа была бы, да, действительно, за это, да, где он, да, но реально это было бы вообще невероятное что-то. А Резко скорость рутина. новая Тесла на экваторе. Да, бывает, блин. Сахар, ты авиш. 1600. Весело, блин. Если что, Бяхком был, по-моему, ты авиш сахар. Ол швейна. Не в тему как. 40 тысяч километров разделить на 24, 1666 километров в час. Да, примерно 1,5 звука, 450 метров в секунду. Приблизительно в этом районе. Можно кинетически. Lemniš dākordu lemniš to. Ну, там на лысо побрить там где идут сюда, хакарам, я не знаю. Tesla- Тейлен jau тысячелетиями, Тейлен jau почва с мытами идут, lemniš ti 100%. И звук, звук. Из-за волна и такая же волна есть, как и свет, как там инфрарод. Да. Вернее, свет это такой же волна, как звук. Так, фотон звука хилцаезарчуна. Вот, ты приблизился к пониманию самого главного камня преткновения. Ньютоновцы свет это частица Бога, потому что в Библии написано, да будет свет. А вот этот уже Генрих Герци, Ллойд, уже электромагнитное излучение, то есть нет никаких фотонов, это просто колебание среды. Юбах. И между ними произошла жесточайшая война, в кавычках, в конце 19 века, начале 20-го. Завершилась бомбежкой Германии и победой, фотонистов. Ну, атомный бомб все-таки, Маина. В 1932 году создание атомной бомбы теоретизировали немецкие физики. То есть это их изобретение, не фотончиков. Не фотончики, да? Не фотончики, да, вот эти. Да. Эфирные физики придумали. Да, ты даже посмотри, Америка, атомный бомб, немецкий физик, немецкий физик. Важе деш шутига, немецкий университет, а деш тига болхмен, ваш 3 век. То есть это немецкие ученые. О, приблизиться до конца Тесла, бомб завершить я. Норвегия, и тяжелая вода вешал, целый завод охватывает. В Норвегии сейчас хаятно чудо. Англичан, завод разбомбить, а план Галея в конце. Да, проблем-то, цель изобретения вообще.
Америка, царь, не американский. Вообще, Америка на тот момент только ресурсы интеллектуальные из Европы получала. То есть какие-то эти инженеры, ученые в Европе дюши и в Америку уезжали и там творили, короче. Вот такой, местные американские науки на тот момент в зачаточном состоянии. Все делали иммигранты. Возможность представлять туда себя. Представь, на тот момент самое важное у мир за и бомбаю, и ракетаю, и немцов, я Георгия, уже ракет, чем я инициары, фаую, и вывезли ракетку. Из-за Пау-2, да. И бомба уже на финишной прямой холодце, почти и не его ложь. Действительно, чего продвинутый холод в Германии на тот момент самый продвинутый почал в этом плане. Под конец войны у них была куча изобретений, не просто даже это. Амбар, у них был готовый уже почти прототип реактивного бомбардировщика. Да, темный, реактивный, темный, что это? Тесла. Межконтинентальная баллистическая ракета была. Немецкий этот Чухин, так, короче, в космос первый запустить наш Ишбу. То есть он учил и яд с этим цианистым калием, и за калием, да здравствует Фюрер Веллейша, он думал, что погибнет, поэтому на самом деле выжить им довезло Шелецу, оказывается. На 60 километров он поднялся, по-моему, или 70 ракеты. И у них были подводные лодки на водородных двигателях под конце войны, прототипы. То есть у них во всех этих, у них были радарные наведения, ПВО, и хилацет, и ближнего действия, и туш, самонаводитель шел, ПВО, хилацет, волша компьютер, что передавать тешь, и авиация обстреливать тешь, и плакет, и система хилацет. То есть они очень сильно были почти что на грани настолько высокого технологического прорыва, что почти кошу и дахтелях чисто технологически доминировать те шума делурдается. Тесла. حاجة не отходя от этой темы. Свет, луч, волна, фотоны. И лазерный луч, почему он не расходится, а прямо как бы бьет? Да, и тупик, вот то еще и фотончик, чего это у вас какие-то шарики в одном направлении с бодуна летят, не расходясь. Лазерный луч расходится, да, кстати. Вообще, и лазер, и вот, например, беспилотник есть лазерный щук, где там 20 киловатт, там 50 киловатт, американцы есть и 100 киловаттные, там морского базирования на грузовике. Расходится, да. Лазер вообще-то как сильно, как фонарик садится, как обычный свет, но все равно он расходится. И чтобы он не расходился, там впереди стоит специальная так называемая адаптивная оптика. И линз, да, то есть ты дрон выходил что-то 6 километров дистанции, далеко, и линз на какие-то микроны туда-сюда перемещать, дальше, вот дрон и фокусировать ее, и увеличительное стекло, и прожигать. Вот то же самое ты делаешь, то, что ты делаешь, это на расстоянии там километр, 2 километра, и на таких расстояниях у тебя должна быть просто высочайшая оптики, обратной связь делаешь. Обычно второй лазер, сколько так дальномер используется, и до этого дрона расстояние посчитать, до этого так уже ты начинаешь этими моторами двигать слегка на какие-то микронанометры, двигать этот самый линзу, фокусируя на этом дроне вот этот самый луч, короче, чтобы он прожег его. То есть ишь был лазер, как в фантастических фильмах, короче, какой-то луч летит, не расходится, там 100 километров пролетает, все еще я смертелен и прождет, короче, ишь хочешь. Было понятие о лазерном оружии, оно отличается от реальных, что там происходит.
теория Тесла сам хренался. Вроде дурак, шпацерина, царьяш. И даже и даты они притягивали к этому 12 года, 25 декабря горел из серии Майянский календарь, конец Илшана, Халармек Бог. Когда будет всеобщий парад планет, корректировка Лишуба планетши, еще и он я заново ресеттинг яшься, да, и из момента, и сега толчок школу и ресеттинг яшана, планетши, вот чах-чах-чах, короче, да, в один ряд данный слуш, полюсаж в один ряд данный слуш, короче, и он сега яш. В этот момент Земля обязательно в какую-то сторону должна двинуться, и потом последствия уже он свой посчитать вверх, последствия шуют цунами, шок швахты на некой многокилометровой высоты. И его атомной станции шпаедения мелду. И атомные станции выходят из-под контроля, и они начинают, короче, там из-под контроля аяться аргуду и шлялах, и бухайл мялил млала, короче, да, и дуня зараза. Короче, Земля в итоге абсолютно непригодная для жизни, атомная зима наступает, вся почва заражена морской водой, короче, да, что катаклизм шерх предсказывать тешь. Из-за парада планет бахается гравитационный Да. усиливается. Вот, из-за парада планет. Насколько это возможный вариант Юбаарис, да, это не обязательно должно случиться, но это возможный вариант, что будет ресеттинг, когда все планеты выстроятся в одну шеренгу, когда уже хендек, да, из-за того, что у нас атомные станции по всей планете, если там вода начнет гулять по всему миру, он почву, эти заразить ирицу, почти декадам дуйте от ирду, редко вегдинусу, но ядерная зима, хорек в итоге, да, опять через горлышко чахлые духадом. И китайские кино, видишь, задача трех тел и фантастические. Вот Ахдвичтик там в экстремальном этом было, и они же помалых больше планет. Но теперь, и поскольку невозможно предсказать и траекторию, когда больше, чем два тела, то разные хуляхти, то есть постоянно там на этой планете у них происходит катастрофа, там, ну, каждый хуляхти, говоришь. И в какой-то момент у них вообще случилась катастрофа, и комалах Ахмабар в одно это выстроится, и прямо он людей вот так, люди поднимаются. Вот, ты внезапно ты идешь, и тебя раз поднимает воздух, и все отрывает от тебя. То есть гравитация этих трех солнц, она друг на друга как бы наложилась, усилилась, и ты все срывает с этой планеты. Ирнаха, там это. Или что-то этого, но там экстремально. Тесла, пока планеты разброшены, дуется влияние с геоши, потому что они не встречаются все в одну шеренгу, сбросятся. Но есть большая опасность, если они выстроятся в одну шеренгу, уже другая магнитное поле будет, и сдвиги магнитных вот этих полюсов будет. Ну и как чайлдо кор хуалес, он находится, короче, ясно. Ядро, да, ядро, цадок цивился. И царь, и шметхили улобок, в свободном плавании своей магме они там мои, шметхила его, ахри следом, короче, олар дуния дац, изи метах доли, толчок хули, короче, хидац, и со палбой дуния дач, и дальше последствия. Это если теория гравитации не исчезла. Не факт, что она правильная. Скорее всего, она неправильная. Поэтому и это может неправдой оказаться. Тесла обчавывает про черные дыры, говорили, а Борг у тебя, ну, ты не веришь в вот эту теорию черных дыр. А ну, это насчет этих черных дыр. Ну, просто придумки, чтобы объяснить недостающую силу гравитации. Он дополнительно гравитирующий масс есть, а и взять ее негде, вот они ее придумывают. Черная материя — это то же самое, как и черные дыры.
эти съемки, там черная дыра была, что хагайчита, смотришь, смотрите, я вот, мы показали вам черную дыру. Нет, черную дыру нельзя увидеть, свет не может ее покинуть. Если что-то не отражает свет, то он и хабарчук и термоять, и свет, чтобы ты увидел. Они как бы говорят, что она там, потому что там типа, короче, там ничего нету, и при этом Наоборот, какое-то наоборот, гравитационное действие. да, там как бы свет, да, как бы он же снаружи, она к себе все тянет, и до тех пор, пока свет может улетать, то он улетает оттуда, а когда уже приближается полностью к черной дыры, то она его захватывает уже. Так, и внешнее кольцо дуется, а там наоборот светится дальше. И как бы вот это вот и есть эта черная дыра. По сути, там Да, непонятно. играем не спала. Ты про его как бы границу, где он поглощает гуанайол эти, где решил излучение из ючога, да, саму дыру нельзя увидеть. Но То вот есть это движение звезд, Бекум Белала. она выглядит как звезда Хулкас. Да, Ты не дыру видишь, ты не дыру видишь, а якобы материю, которую он поглощает, то есть и светится дешик. Если брать эту теорию за балабольство, то это обычная звезда. Ну, вообще они сами не знают, о чем это чисто математически придуманное, гумду и овеществленное. То есть, он придумать, духа идите, потом Бог потом тогда подключить, потом через какое-то время и Бог должен надеяться. Вот и сам с этим случаем. Уже никто и не сомневается у них там, что они есть, короче, хотя никто ее сама свет не может покинуть. У дыру у нее скорость убегания равна на первое космическое равна самой этой. Как это так? Если она равна, то он может покинуть. Оставь меня в покое, бар, он грофы, скотч, вечи, короче, и хаттер сам, короче. Вы сейчас палбуют, могу, что сейчас сами себе противоречат, бах, короче, бах, что и скорость убегания и гравитации преодолевать, она у черной дыры равна световой скорости, бах. То есть свет и скорость мели световую. Значит, свет может покинуть дыру, так мы должны были ее увидеть, бах, и они в этой же работе пишут, свет не может покинуть ее. То есть, буду легче, будет царя, догматик, они такую же сейчас само сплесать, я шокар, послушаешь, потому что будешь. Очень похоже на них, кстати. Любая догматизированная вещь, вот она вот так выглядит, когда прямо аргументами и прямыми вопросами ее загоняешь в угол, она точно так же себя ведет. Это одинаковый паттерн у всех лицемеров, лжецов и вот этих танцы на сковороде. Ешмеш, будете это. Звезда Давида Яйца. Да нет, звезда Давида Мяцари. Şimdi Tesla, hadis yazdeš волчуна, имал, кстати, все-таки более приемлемый вариант солнцезащиты. Да, если считать Солнце маленьким футбольным мячом, который вокруг Земли крутится, то, в общем-то, ничего проблемного это не должно быть. Но Да, если вот реальный Солнце бас, сколько километров в секунду там экваториальная скорость, и соцбах, ты тоже там проблема мама не балуй. И соцам, он там всю солнечную систему к ядрене фени сожжет. Вот этой самой волной, плазмой. Внезапно, как Муэдер и метатель молота Ватс, и там внезапно на сотни миллионов километров выбрасывается плазма, и она как по спирали метлой прометет всю нашу солнечную систему. Ну, конечно, dünya şimdi serum sinse alarsın sakatın hırda sırsa otulgen öyle. Valla vay nerede atılan bir sonuç anda işte
Не, если это такой футбольный бырк, небольшое солнце у нас между рогами шайтана вот тот вот крутится, потом патрон Аллаха прятается, то все нормально. И с этим проблем. Остановил, запустил, шел дальше. C'est d'abord gewoon pas gezien in de theorie gepatentieerd. Антарктиду почему не показывают? А? Антарктиде ничего تعبانين. Мутный, Sortierst die schon. и мутный источник, баш, опасный мобация, дуне соцсети, малх соцсети, Да, такое небольшое солнце, это не особо сам, да. И трон на легкой лезеде. Нет, если солнце маленькое, то трон тоже не Ну ахти какой большой. Да, это самое, братья, баш, мутный источник чуваб, да, и источник вырю, голоду. Кстати, и трон, зачем Аллаху трон? Вот, как бы адмигум докой трон золоченый, трон на игар, короче, подчаву, а шусон, короче, поданный, шбушусон, лейбо, это ваш хозяин, боже, ишца. Адмиш придумайте концепцию, ёкай так, Аллаху понравилось это, он тоже, давай я тоже себе трон. И трон маален сразу, и курбу хош дух Тесла, да? Да, этого слова хватает, что это человеческое сразу, да. Не связь. Кстати, одно слово, убивающее сразу ислам, это трон. Да, канал, да. И кор джимма, такер, чота, шарик, шаима, метхол, тагват, суни трон маален, и лорд адот, сгадеш, Сабс, мацаитери, трентин трон бош. Это как сейчас сказать бы, что у Аллаха Майбах, примерно то же самое. Он вообще, Майбах Юшунус, Аллах. Или, не знаю, Lexus, или Rolls-Royce, Аллах. Какой-то admission придуманный продукт, который используется для чего-то. Он внезапно становится некой, короче, да, самой. Не, и трон, короче, Тесла, цун мэнга, халсагил, давыш, да, там, то есть, охал, кэдэг, разным, вот эти, Да, и почему у него людьми придуманный продукт, он идет, мебель, адмиш придумать у него. И он идет, вот непонятно. И то же самое. В буквальном смысле трон и Эрмадат Тесла. Это же не в буквальном смысле они имеют в виду. Там есть два этих, арши, курси. Курси это трон, как бы этот еще с вавилонских времен арабщины известный, дождь, курси трон Бог духах. И вот, хайен трон яца, баргнер артуоли, хайен трон, и хуй, из буквально дует. Да, тоже, видишь, трон хаяшбук, то есть это какой-то необходимый предмет мебели. Например, королевская чета ездит на Роллс-Ройсе, сидит на троне. Вот вот в наше время Аллах золоченый Роллс-Ройс, Аллах сандук, и, короче. Вот, примерно то же самое. Предмет мебели, предмет роскоши, предмет его машина, это гараж, это все тоже предметы роскоши. То есть его признаки. Самолет, вот он золоченый или еще там приватный, реактивный самолет частный. Хажа, у Билкис, когда трон рассказывается там, в этом аяте про Сулеймана. Вот. Хажла, 12 тысяч предводителей, под предводительством которых еще многие тысячи. Под предводительством каждого многие тысячи. Масса кулуш так всего. Калькулятор изучите, Ибраим. Тысяч лимон, да? Да. Так, 12 лимонов, как минимум, а многие тысячи олшельчах хотя бы мелхулис, 10 тысяч даже, да, гордича. 120
120 миллионов людей. На тот период отцул бэйхшилэ вообще худунэчу. Вот Билкис Хилдол, Симс Хадошилдол. Билкис Хасу, но во времена Мухаммеда на земле приблизительно 300 миллионов человек жило. 300-350. Мухаммед, молодцы, это еще Соломон. Это еще не Авраам, там еще дальше. Да, тогда давай минуснем еще. Ну, по-любому 150-200 миллионов тогда жило. 120 уже у нее в подчинении. Вот, смотрите, 12 тысяч этих у нее, как они там правильно, ну, короче, предводители, да? То есть ее подчиненные. Под предводительством которых под предводительством каждого еще многие тысячи. Представь, Исмаил Буруш, да, вообще. Ибраим, Да, эта тема про 12 тысяч маджахедов оттуда взята, да, получается? А что-то такое, да. Так Тесла, Ибраим, это же самый Аллах обладает человеческими атрибутами. Он гневается, хитрит, все прочее, прочее. И не только трон. Маш, ты мог бы прочесть 27-ю суру просто под рукой дала? 38, 39, 40. Только кассировский тафсир там нужен. Суча. А сура какая? 27, 38, 39, 40. Тафсиры прочитай. Кулиевский. Сейчас. Просто, чтобы точно себя массакрировать. Так. И это только те, кто выступили с Билпейс. Начиная с 38, да? Да. Так. Он сказал: узнать, кто из вас принесет мне ее трон, до того, как они предстанут предо мной покорными. То есть толкование Ибн Касира. Он сказал: узнать, кто из вас придет ко мне с трона, прежде чем они придут ко мне покорны. Мухаммад ибн Исхак передает, что Язид ибн Уруман сказал: когда посланцы вернулись с подарками и с ответом Сулеймана обратно на Билкис, сказала: клянусь Аллахом, я знала, что он больше, чем просто царь, и что мы не сможем противостоять ему, и ничего не добьемся своим высокомерием. Я послал к нему сообщение, что я выступаю вместе с вождями моего народа, чтобы посмотреть на твое дело, и что за религия, в которую ты призываешь нас. Затем она приказала, чтобы ее трон, сделанный из золота и инструктирован рубинами, хризолитом, жемчугом, поместили в ее внутренний покой. 7 комнат, она одна в другой, и запреть их все. Она наказала своим наместникам: храните трон, символ в моей власти, пусть никто не сможет приблизиться или увидеть его из рабов Аллаха. Она выступила к Сулейману в сопровождении 12 тысяч вождей Йемена. Под началом каждого из них были еще многие тысячи. Сулейман послал джиннов. Вот этот момент. Сулейман... Она выступила с вождями Йемена, 12 тысячами вождями, под предводительством которых были Юаешел. Так. Она наказала своим наместникам хранить трон, так-то, так-то. Она выступила к Сулейману в сопровождении 12 тысяч вождей Йемена. Под началом каждого из них были еще многие тысячи. Каждого из них были еще многие тысячи. Уахазон. Не считая женщин, понимаешь, там, детей, стариков. То есть много, это сколько? На каждого много тысяч, это сколько? Много, ребята, 10. В среднем, галяч, 10-100 тысяч. Хули твои 10 тысяч, хули твои? Или как? Многие эльч, это 5 тысяч, или 10, или 20, или 50. Ну, если не больше 12 тысяч, то многие, не доходят до 12, наверное. Ну, смотри, 10 тысяч под каждым из этих вождей, 12 тысяч вождей Йемена. Нет, 12 тысяч вождей Йемена. Потом да, еще многие из каждого. Да, многие. 120 миллионов, ну, если по каждому вождем 10 тысяч было.
Да, и если 120 лимонов, то оттуда мы высчитали детей, короче, стариков, да, там, это же половина как минимум, да, мою улицу теперь, уже это 250 лимонов адам дут сухайна, и это только и времени. Так, давайте дальше. Это что-то не Сулейман состыковка какая-то. Сулейман посылал джиннов, чтобы они разведали ее передвижение каждые сутки. Когда он уже приблизилась к его царству, он собрал всех джиннов и людей, которые были у него в подчинении, и сказал, так-то, так-то, исходя из этого аята. Какой аят хадаст, 39-й. Не, и даже важно, так Ага, там, ладно. Ага. это там для себя, конечно, можешь изучить это. А нагасан öyle шкобул вошуется, сразу бунчур, короче, сам себя можешь самоликвидировать, бунчур эртети. Он что-то это подчеркивает, да, он, что öyle они могут быстрее скорости света, если... Да, быстрее джиннов даже, пошустрее. Кстати, насчет джиннов, белые и черные дыры Тесла, как бы, порталю и охуются Дейлу Калната. Аллаху Калнак. Ne, să Так piață cu получается. tron na hudare açılır, şu tron na hudare açılır. И трон далечный на царь. Билки, что им крунстирован, короче, рубинами, тауняден, син, что, и трон шдухцига, короче, и трон и дашу бог наши, короче, самое так крутой. Что белла, гладь, сюн худш. İdo gafke, İbrahim, gafke car vas от Бога воз, дук цене глык трон, да? И трон дуй из-за 7 комнаты на специальной, далечуш. Чух-чугол, да? Та комната, тут чугол, та комната, тут чугол. И каждый, короче, от не аж, да, стражи пухайтен, это, Security, да? да, security, может, джинш, душ, может, хундельчи, каждый, не аж, хаел, пересмен, ксер, хит, слушай, палма будет. То есть это трон Билкис, это просто... Короче, трон, чудалечен, хилаюх, и Абу Милдари, джин, Абу Саля, Абу Аштол, джин, что, тиешме, хилай, юрист должен по образованию. Все, короче, с утра до обеда, короче, бодбуш, отцул мощно должен, а? Отцул полностью тел квасвалерки, асиф пошел, ой, который знал сокровенное имя Аллаха. Так, и сега ща посыл гую, и трон хадера, и цец бьях, что твой, билкайс. Как бы, эскер из хакаечли, чун трон отцул, короче, дадилен, далечен дол, отцул мощный, чун пачалка, Horstana пустыни ол, тиякш, короче, хабош бол, Ахун, короче, öyle وقت سو ضيقن, короче, баргна туан валли, сразу хаден, хала дахуат, ты билкиз хачуя я, чтец я, لا إله إلا الله, да? Сразу отдаст один гордут свой сон, это сам, да? Давайте викторину, Ибраим, смешные хадисы, дадул, да его, сажимал саму, да, кавай. نوال حبيبك كيف يروح أعوذ بالله شو تصير إنت سخو طبعا كروتشي إسلام دعوا دك دعوة شو دلك طبعا. Давайте, дадул, давай, قابل да, Ибраим, قابل мин. Давайте. Он что беша, да, он опасный иногда, я читаю, он. Хажлаш сообщает Айше, что однажды нас посетила Суда, и посланник Аллаха сел между нами, одну ногу положив мне на колени, а другую ей на колени. Я приготовила ей еду и сказала, кушай. Дальше интереснее, но она отказалась кушать. Я сказала, потом поешь. Я сказал, я испачкаю тебе лицо. Она отказалась. Я взяла одну вещь и испачкала этой вещью ее лицо. Тогда посланник Аллаха поднял ногу с ее колена, тогда она взяла вещь и испачкала мое лицо этой вещью. Посланник Аллаха стал смеяться, и вдруг послышался
голос Умара, который кричал: «О, Абдалла ибн Умар!» Тогда посланник Аллаха подумал, что Умар входит, и сказал нам: «О Боже, мойте ваши лица». Айша сказал: «Я всегда боялась Умара, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, его тоже боялся». Значит, о, хадис тоже. إذا ما زخش شريط عايزه شن شيء ما دو عدوش دك ده О боги Эларбела. Нет. Хажа Мухаммад Паймар, Абдалла ибн Умар, короче, Чуошен, тогда посланник Аллаха подумал, что Умар входит, и сказал нам: «О Боже, мойте ваши лица». Айша сказала: «Я всегда боялась Умара, потому что посланник Аллаха его тоже боялся». Сас, это вот, ну, И что, сунах квиршам, халаш массу, даже там Аллах аят ну и хадис. достоверный хадис, ну и то, что он его боялся, подчеркивать, без шаду. А как это еще комментировать? То есть Жимбер, Айши Цани, такой укун ук, такой белен, короче, лоушер, беши Цани, ашу, Умару, хауш. Муахбелла. Мойте ваши лица, короче. Сюда хира, лакар. هو حيقل تارو دي Саха. السبب عايزه شن بوخت قاعد عبقول كيف قاش خلقش وتشوا Ну, достоверный сахай хадиш, нукар, альхамдулилlah. Что не зар. Вообще, глава книг Шайка Аюсариус, Киюсун, шунса, дукую, смешные хадисы, сайт тукук, чё. Машаллу масарга Маршал. машаллу дедек бахшнех дедек хил. Так кандидат уса на интересные хадисы, интересно ладу цердуас. Да. марш вол دوسيو جازن صحيح بخاري 145 и صحيح مسلم 320 ديش بوخ صحيح يا ابن صحيح بخاري 145 и صحيح مسلم 320 إن كانوا آيات تبغى حاجة Так, Сахих, Бухари, 300, какой там, или 145, صحيح да? بخاري 145 Ага. и صحيح مسلم 320 Да, там Сахих Муслим 349 титух на горду. О, голос слышен, наверное. 349, это уволь. Что ж, и интересный хадис. Здесь еще расскажу, там буквально пара предложений только. Давай, Вита. И после этого Захаттер Хердерса насчет того, как вообще эти хадисы искать, потому что это очень сложная тема, очевидно. Ну, я к этому вернусь На потом. англоязычном сайте доступны материалы. Ну, потом вернемся к этому еще. Короче, цитирую. Передают со слов Абу Хурейры, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, двоеточие, сказал: когда кто-нибудь из вас встанет ото сна, пусть не погружает руку в сосуд с водой, пока трижды не омоет ее, ибо он не знает, где находилась его рука ночью. Растолкуй нам мудрость этого. айда дала айда дала Я думаю, мудрость очевидна, как бы, там даже Свободе, мы дубара, номер выбора. Номер выбора. Короче, закинчкюса с это яхкан. Оказывается, не так легко вообще эти хадисы как бы находить. Закинчкюса, перевел Абдулла Нирша. Нирша. И тунце краткое изложение, составленное имамом Аль-Мунзири. И с этим связан мой следующий вопрос. Если здесь есть люди, которые разбираются и дюшл хадиш, да? Когда вот кто-то говорит там Сахих Муслим, Сахих Бухари, там 3000, 5000, очень сложно бывает находить их. Например, когда я какие-то конкретные хадисы искал, ну, гуглил, скажем так, в гугле искал, то где-то номер такой, где-то другой. Если здесь есть кто-то разбирается, скажите, как вообще жмуглов есть, как бы? Нейросеть, там он дает ссылки на конкретный англоязычный сайт, или ты просто ищешь на русскоязычных сайтах, они тебе не выдают ничего.
Да, ну, Да, ну, хотя ну, смотри, официально на исламский сайт каких, что? ну, на каких-то страницах номер Исламский. такой бывает, на других другой бывает. Я вот не могу понять, как вообще в этом разобраться. Вот с Кораном все понятно, как бы это дано, аяты, суры, все Латвин, дано. Но с хадисами Латвин, очень ой, сложно, потому что Латвин, солнце, сложный чай, мягкий. Вообще не освещал и публикацию, и то, что я сейчас цитировал, из конкретных кинчкюс, он халга, ульшил кинчкюи. И там они пишут, я как бы предисловие читал, и там он пишет, что это краткое, она не укороченное, мудрое, как так слово, Тираму духовно, это который коротко. использовал. Сокращенный состав, как бы. То есть он, Там есть версия, когда подряд все, да, от 1 до там, 7200 гнядин. И есть версия, где на разделы разделено. То есть раздел об очищении камнями, раздел там, там это разные следующий версии. вопрос. Это следующий вопрос. Это следующий вопрос. Каждый из этих хадисов, он якобы находится под какой-то, в кавычки, книгой. Какая-то книга очищения, книга омовения. Я вот не могу понять, вот стандартный, стандартизированный, или если это правильно сказать, как бы источник, где можно как бы сказать, вот здесь это находится, вот как с Кораном. С Кораном все очень просто. Это никто, как бы, все видят его, скажем так. А с Свобода, хадисами очень сложная тема. объяснить, да это лайк, прям что он объяснит Так просто вилять интереснее, понимаешь? Источники больше зависимо от мало и разделенных ходит, например, хадис номер 150. Иша 150 от единицы до 7000 какого-то Аль-Бухари хадис свой. Да. У него стоит. Но в главах, если разделить на главы или на книги, то этот номер он повторяется. Но сам хадис там уже другой. Цундела, зайди на источник, и слева шерга sunna.com элду. Тебя на Sunna.com. Окей, сейчас посмотрю. Sunnath. Да, sunna.com. Вот. Сега на английском это. И там вот нумерация идет 1, 2, 3 и киркца до царь. Сега. Они внизу дополнительно пишут, в какой главе и под каким номером в главе искать, но сам номер, главный номер, и он остается. И первый ищется тебя, и структура построена. Смотрел, тебя хочу хадис Мукару. А стандартизированы дуи, то есть как бы все признают, как бы, что это стандартизированный какой-то источник, и что на него можно ссылаться или нет? Это вот мой вопрос. Я сейчас зашел на эту sunna.com. Ага. Мусульмане признают, а вот виляющие не признают, типа евреи подтасовать, ты не, ну, такие всегда будут. А вот сама... Естественно, да, но это всегда как бы, это понятно. Я вот сейчас зашел на эту страницу sunna.com. Здесь, видимо, что-то на немецком. Hadith Bücher, Hadith Deutsch, Les Hadith, это испанский или французский, не знаю. И страницы sunna.com ты говорил, да? Легче будет. Но это правильная страница, здесь как бы 3 главы, скажем так. Hadith Deutsch, Hadith Bücher, типа книги, наверное, имеется в виду. И Les Hadith. Нет, это неправильно. На sunna.com, Мюллер. Сунна, 2 N, да? Сунна. Сунна просто. Одно N или 2 N? 2 N в конце H у тебя должен быть. Сунна, да? На английском Сунна. В конце еще H. Окей, хорошо. В конце H еще. Понял. Ага, я все зашел, да, все вижу. Бухари, Муслим, Наса, Дауд, Тирмизи. А если так, поиск, ты можешь номера просто указать и цифры, а номер выше, просто цифры забил, поиск, и он тогда и всем... Ну вот смотри, интересный момент. Можешь. Ну, во-первых, я сказал, что посоветовал. Во-вторых, интересный момент. Вот, очевидно, есть множество разных публикаций, которые, как бы, нумерация, она, как бы, ну, не соответствует, скажем так,
не соответствует. Потому что вот то, что я сейчас цитировал с этой книги, это конкретная книга, которая передо мной лежит. Но я когда предисловие читал, он там пишет, что, во-первых, это перевод, во-вторых, это какое-то краткое изложение, скажем так. То есть он там пишет, это краткое изложение. Непонятно, что, когда он, ну, имеется в виду, когда он излагал это изложение, как бы, что он исключил оттуда. То есть то, что он посчитал, ну, скажем так, непринципиальным, наверное, он оттуда убрал. Но вот, например, вот эта книга, она довольно большая, но там пишется, что там где-то 2000 хадисов. То есть Ну, у тебя есть... мустадрак, да, получается? А? Ну, у тебя мустадрак, получается, да? То есть сборник хадисов. Мустадрак нет, по-моему. Сейчас я тебе еще раз зачитаю, собрал. Так, краткое изложение, составленное имамом Аль-Мунзири. Муслимон, и что? Сахих имама Муслима. Составленное имамом Мунзири. Перевел Абдулла Нирша. Вот. И когда я читал предисловие, как бы, он говорил, что там, по-моему, где-то 2000 хадисов. И он, как бы, некоторые, ну, если исходить из того, что это краткое изложение, то, наверное, какие-то он исключил. Но исключил, наверное, на свое усмотрение. Правильно? Скорее всего. Ну, Да, с самый примером. авторитетный, одно из самых авторитетных сборников сунны после Корана, понимаешь? То есть, сам имам Аль-Мунзири вообще составлял краткое изложение хадисов, там, Ну, Сахиха Муслим особенно. Ну, как краткое сложение, или называется как путеводитель благочестивых, сконцентрироваться, достоверный выбор из хадисов. Что? я просто... Сократил, ставил только Мне самое очень, важное. мне просто очень сложно, если, например, ориентироваться как бы в сунне. С Кораном все понятно, как бы там суры, аяты, номера, А нумерация, почему все именно понятно. Сахих Муслима, а не Бухари? Я и то искал. Ага. Я вообще в какое-то время назад начал интересоваться этой темой именно сунны. Сидош, десять тысяч, да, Давай, Сидош, сейчас. да, даляка, хака, хай Сидош, до за трансфер с хедр, да, сабях могла, вот. Ага, Сахих сахар Аль-Бухари. проблемец. Сахих Собда, Аль-Бухари. али таю, дальше, канал 145-й. стоязи нерсвет. Понял? Сообщается. 145-й Бухари, Да, да, он, да, я муслим, ведутся бисмилlah. уже в поиск Чухдавахти. Все, бисмилlah. Сообщается, что Сахих Аль-Бухари, 145, сообщается, что Абдулла ибн Умар, говорил, люди говорят, что если ты присел по нужде, то не следует тебе поворачиваться лицом ни в сторону Кибла, ни в сторону Иерусалима, Байтуль Магдис. И Абдулла ибн Умар сказал, а я однажды забрался на крышу нашего дома и увидел посланника Аллаха, да благослови Аллах, приветствует присевшего по своей нужде на два на необнаженных кирпича и повернувшегося в сторону Иерусалима. Как раз таки, ну, в общем, Мекш даст, ну, он повернулся в эту сторону. И затем он сказал, может быть, что ты из тех, кто совершал молитву, сидя на своих бедрах. Я, Вася ибн Хаббан, сказал, я не знаю, клянусь Аллахом. Малик сказал, он имеет в виду того, кто совершает молитву, не отрываясь от земли, совершает земной поклон, прижимаясь к земле. Ну, короче говоря, в сторону Иерусалима, да, хаджин, короче, и так Писта, дальше. марш, тхотел, дальше, гуш, вахов, Давайте дальше. Куда Сахих ж ты Муслима, еще? 300 Маша, дака. свободы сойтсамалер. Ху тхот и халава Haçturu варюрана. yintahilla İsa. Haçturu yintahilla. Представь, чуть-чуть арабы, Не азбарян по решился Хавка, Иерусалиме. а в сторону Иерусалима Мекш дать Элду, но он сам повернулся в эту сторону. Шигул, бина. Kim bilir geçiriyor kıllatın. Marş ve kim Теперь bilir что, ладно? geçiriyor. Ну, Аиса, куда Хатида спускаться, она сначала долго. отъезжал. Давай. Сообщается, что Умар такой-то, такой-то, да будь доволен, Аллах говорил, люди говорят, что если ты присел по нужде, то не следует тебе поворачиваться лицом ни в сторону Киблы, ни в сторону Иерусалима, Байтуль Магдис. И Абдуллах ибн Умар сказал, а я однажды забрался на крышу нашего дома и увидел посланника Аллаха, да приветствует, присевшего по своей нужде на два необнаженных кирпича и повернувшегося в сторону Иерусалима. Ay da da da.
يتنا شيكي باش بايت وإن خلص. Нет, А, кибер, что при чем их вообще? А каждый чушище он тидам бяшло. Кого кибер чуши тидам бина. Вуко, ваш حديث ديس نقوى تسوى كروشي إيروساليم بعمرزن واحد مغل تدام بنا. أص تدام بنا. كده تن تواليت سغلق представь, знаешь, عيسى غدوها. Да. Тен تواليت سغلق это интересно. Butmuyor soldat, bakışlar soldat. Gıda tuvalet sağlam. Думаешь, в делегации она отсатаешь, даришь? كيفاش مراجعته ناترو كيخويو. Да, عربو موتا حداست وكبر شويو سيجاو. Sabudi hadas teyze şi do şi do. يتن كيفاش فيها ساجر. Büyük Лейры kibar, хобана büyük kibar. чат GPT чуквасын конкретно переводы это рекой кунг. Büyük kibar. Чат GPT кефирский. Да? Солар таир я перевод. Айса Да, Айрндош арбо GPT. мату штау. GPT кафирский. Так, передает от Абдулла ибн Умара, что он говорит, люди говорят, что ты исправляешь нужду, не отворачивайся лицом ни Кибля, ни Мекка, ни Баит аль-Магдис, Иерусалиму. Абдулла ибн Умар сказал, однажды я поднялся на крышу нашего дома и увидел посланника, который сидел на 2 кирпичах. Что такое кирпич на арабском, Хадживе? И транскрипции с арабского и двашдари. كيفاش نقولوش داس خلوه حاج لاسيكا. طيب قولوش. Альжиш пробитый еще. Dadol chat wygra ayok släpkar. Det var människor swedish släpka. Det är lezer. Пока я воспользуюсь ситуацией, что никто ничего не говорит. И цацболнах, например, достоверно хадиш дюц ацерк. Вот ты цитируешь сахих холхой. И 320 и 320 на кайтацин-то дел да. Лингвистические подробности перевода слова лабина, которое упоминается в этом хадисе, и двойственное число, как в тексте в этом хадисе, лабинат тайны, 2 кирпичи. Откуда в то время был кирпич? Во время пророка в таком-то веке в Медине активно используется кирпич-сырец, адубе, который на арабском называется лабина. Это были необожженные блоки, сделанные из смеси глины, земли и воды, иногда с добавлением резаной соломы для прочности. Так-то. Короче, кирпич, на своем языке. Просто переводишь, хранишь, что такое, а? Саман كيفاش يسويوся. Кирпич, арбу просто на русском по-другому. Кирпич еще, разный мота, мотив, да, Isa собудил и бьют кибочка, арбош يلي وين يتخار ما الله. وانا كيربيش يا طولة تونسا يورتي وانا. ايه صار كيربيش شو ماليتا Иса. Буду да, очередное доказательство, что не было туалета. Но хадиш дючана. Однажды пророк вышел и, не оглядываясь по сторонам, присел Бог. Хадиш дюч, ай, забудем поход, я хал неги, Бог. Не умел Бог, избирал хабар дючар. А тут явно вообще долг хотел, толк и таешь, прямо организм архи аж, короче, Ламангу. Ламангу, عجائب, положение мую хайон, вообще интересно. Да, луаитен волтал, цену яхвол, так а случайно тот, да, еще шинки больше, бит тюрьста, цена, представь. Да, так ты должен газоту في الحديث نو انت تقول شو شعب ديش ديز ارو وش ديش ديز لو كون حوال и шадок описывать дар иду вообще интересно ламан И мичер дал да, туалет. И мичер дал туалет примари, туалет, да, шо диз ару, шо диз мухо حوال. туалет Жоп, туалетах, да, жоп, варианте. Всегда Хацан Хадиш указано до того, что, но это было после того, уже что прогресс умахал, завоевание умашал, что ахтин туалет, что есть там один хадис, или скажем, это упомянуто в хадисе, но я не скажу в каком, а сам хадис достоверный. Пускай будулаки поищут.
Буду актер Мекшуилах. Сейчас поищем. Хайкарду, А, извините, еще накину тему одну, когда Стоп. можем поменять тему. У меня такой вопрос, который долго меня тревожит. Тем Как Иблис... Сигмалу, Сабардит, мы говорим, тут особо дойдос. Интересный Стоп, вопрос, стоп. Дарса. Давай, Как давай, Иблис высокие размножается? Ты смотри, Все, Не, особо дойдос. интересный, Просто сам он вопрос, Дарса, говорит, как Иблис Сун, размножается? Сун царит от diyor diyeceğini söylese daha layıkın ol. Tabi var. Mikin antar. Tu gibi işte nas vori kot yani da yüzün ki günahden İslam avrat بيخلص وريه بوش ده فيهم ده لايكن ol. Tabi Sun bakzariyetihum. Şun tane Продолжим, Абу. Дадишь вы когда? Маша секунден. Абу Араб, тига изначально он вообще на месте душе дайсаться хошляллай. Так что дага прогресс алат ажим цену это и киберчик шхала тига. Но это было время, когда он не было у него власти. А потом, когда он ушел в Медину, сейчас завоевание, он довольно уже он со стороны информации получал, как там евреи делают, что они делают, например, подмываются. И что информации, он принимал эти вещи. И так были созданы эти туалеты. Иудейское исламское развитие, да? Не только иудейское, там со всех сторон моей информации хапаешь. Давайте Муслим 320 Авишул Абу. Так, Абу Салям ибн Абдурахман сказал: я зашел к Айше с ее молочным братом, и он спросил ее о действиях пророка при исполнении полового омовения при джунубе. Она попросила принести емкость в 1 са, то есть какая-то единица там, и совершила полное омовение. При этом между нами и ее была занавеса. Она трижды полила свою голову. Он сказал: жены пророков в процессе мытья отжимали воду из своих волос, которые служили губкой. И в чем мудрость? Абу. Занавес хлопцыга. Читай, мы разбираем это. Почитай еще раз, но не торопись. Представь, Маршо, Allah, taşı tak çöveç, iliş moyes goy çık voli zanavис, ale guşu zanavис, через занавес, хекорчук бил. Я зашел к Айше с ее молочным братом, то есть он молочный его брат Хелла, и он спросил ее о действиях пророка при исполнении полового омовения при джунубе. Она попросила принести емкость в 1 са и совершила полное омовение. То есть гойч хлацос у него на мудадис. Да, личук. При этом между нами ее была занавеса. Лишь одна занавеса. И занавес освободила. И занавес, что там на арабском написано. И в один момент тоже занавес, я всегда. Это вот и стоячий, и чаксагушил. Возьми вот это арабское слово, переведи его. Да, сейчас. И посмотри, что это означает в Гугле, например, забей и картинки открой. Да. Самое интересное, мама, да, этика. Маршу, Ники, маршу, галях, арвел, вунду, мацаки, убординца. صبر ديلا تصحوي شون الحديثة صبر ديلا وش أخي Серьезно, что Иса зовут? Кенти, Хан Махилла, я еще раз хотел повторить вопрос. Как Иблис размножается? Как Иблис размножается? Это разные варианты, что ключ, хавал, говорит, это Иблис, короче, движение. Перевод. Я и ее Айши, молочный брат, вошли к Айше. Он спросил, совершал полное омовение, ее о том, как пророк омовения, гусель после полового осквернения, здесь вообще перевод странный. Она попросила принести сосуд, то есть, например, объемом примерно в 1 са, около 2 или 3 литра, и совершила омовение. Между нами и ней была занавес, ширма. Он трижды облил на голову, так-то,
и дожили как-то так-то. И дальше примечание. Мера Стоп, объема стоп, 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 стоп. Ширма. Ширма, ширма. Вот теперь это Да-да, слово ширма. запомни. Ширма, арабская ширма, и посмотри картинки. Так, сейчас. Здесь в хадисе ширма олсуна занавесе на арабском занавесе это ситр, то есть покрывало. Вот, Ширма, Ажда, занавес. все ширма. И ширма, Харри, А что посмотри на такое экран. ширма, Хаджи? Сейчас. Посмотри на экран. Сейчас. إذا ميلوخ خديستو نزواني هالش Что-то не грузится, а вот. 320. Ага. Сахих Муслим 320. Экран тебя доход теншн, Харюшон и ширма бохон, ей. Да, перегородка. Не занавес, как ситр на арабском, а перегородка. Вот. Чек сагуш моей. Там не просто вот занавеска, которая только силуэт видно, а тут полностью все можно смотреть. Да, хока-хуба, объяснение. Это не была складная деревянная конструкция, которую мы привыкли называть ширмой сегодня. В домах того времени это выглядит так. Натянутая ткань, кусок плотной материи, шерстяной или льняной, который подвешивался на веревке или перекладе между столбами, подчеркивающий потолок. Сплетенный из пальмовых листьев мат, который... Так. Хаджи, что такое сплетенный из пальмовых листьев маты? 321 элеря. 320. 320, окей. Сплетенные из пальмовых листьев маты, Хаджи, давайте экран, Рамштерн. Ну как это в то время? Ну факт всегда, вы район, им говорю. Очень гуш юки, да, да? То есть, я думаю, не яш. Это, что очень гуш юки. Да, хуба фирма позволяла ее ученикам, молочному брату и племяннику, видеть только верхнюю часть. Например, как она льет воду на гол, или просто слышать ее объяснение, видеть движение рук над преградой, не нарушая норм приличия. Да, Марил Кудуй. Ну, молочный брат, объясните, Ашулак Айша. Да, молочный брат малый, у него уже все, на нее не работает ничего. Сум кормится, да, хадис 320 Муслим, Сахи Муслима 320, не Бухари, Муслим. Сахи Муслим хадис 320. Да. Абу Салям ибн Рахман был шхадул, что Кузас написано, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, да услышит Аллах тех, кто воздаст ему хвалу, выпрямлявшись после поясного поклона, мы продолжали стоять, пока не заметили, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у тебя коснулся рубрика лицом какая? земли. Книга хадисов о менструации там должна быть, Муслима. Сахи Муслим 320, хадис Лухер, да. Не, сама книга хадисов о менструации должна быть. Ну, номер хала, хадисе, какой это номер ты зачитываешь. Цик сверху, а где что, власть, где что у нас? Давай я тебе ссылку скину. Ой, слушала. Название, да, ссылка хакос, ну, название Сахих вроде Муслима 320, Google, что, али в бите, или не раз. бит моина, сун карина аздам дат, хадис дат, сун карина кузай, сенс вахд яшах. Сахих Муслима. Ладно, хадай там 320. Книга менструаций. И гуглишь разные хрющишен, и гуглишь разные хрющишен, и Карло. Да что, Сенгар хадин дос, хадис сега, от кого-то. Сахих Муслима. От кого-то, того-то, и там, хадуиш да. Все, бурди. Что будет полная гинекология, мои хочу отдел. Кенти Артем, Чехел, Книга Аллах, Ибрагим, любимый, тем Китаб Аль-Хайд, хазион ислам. Раздел менструации, Китаб Аль-Хайд, номер 320, Сахих Муслима, отдельная книга менструации.
على Kalsın أساس إن atın النمر konkretno. هيتعامل Karor والنمر dat sakan, karor dat işte. Karor dat bana. Что с канала Асуса теневой бани все, я сделаю ряд. А انت что? تشات شخوصان هرتيم استخدم تشقي داسة ماشو انت هرتيم تشقي очултяс хаттар повтори раз как Иблис размножается и обсудить того варианты. Просто интересно, какие у вас мысли насчет этого. Вариант. Закончите, да, Луква. Потом уже. 349 самхах ирк сахих муслима. Ну, а что то? تشات شخوصان Да, вообще, сапосло, ну, махайла, их лохура, дон, книга менструации. والله اسأله номер забить инсун карамца диназ. А шо вы где это смотрите, я не знаю. Ну, номер цыган цепу, Sunna.com. А Google, я обычный Google, лег случай, что я сделал, сахих муслима 320. Книга менструации. Google полный суммеллё от мусор фан халка Экран те хажа. Sunna.com боязнь гуштон слева сверху. Sunna.com забиваешь в интернете. Так, Сахих Муслим 320. Все, угур автор харду. Она скриншот. Муслим 320, сейчас я забью. Зайди сперва в интернет-сайт sunna.com, а потом там просто 320 забей в поиске, и он сразу тебе все хадисы, которые под 320 номером идут, и там будет и Сахих Муслим, и Бухари, и разные. Переходишь на Сахих Муслим. Кенди сегодня тем вообще обсудить советуешь, у меня уже другие вопросы накрывают. Ему размножаться до театра в теории. Эта тема, у меня много вопросов в книжке, я сейчас эту книгу читаю. Это интересный вопрос, Дуса. Вот сейчас я закончу. Давай, хадисище, мысли. Давайте. Сахих Муслима 349. Хумайда ибн Халяль сказал, я думаю, что этот хадис может быть только Абу Удре, Абу Муса аль-Ашари, сказавшего, некоторое количество муджахидов и ансаров разошлись во мнениях относительно этой темы. Ансары утверждали, полное омовение обязательно только после семяизвержения или после выхода жидкости. А мухаджиры наставили на ином. Нет, это всего лишь проникнув в нее, он уже обязан совершить полное омовение. Он сказал, Абу Муса произнес, я принесу вам такой ответ, который исцелит все ваши сомнения по этому поводу, вопросу. И пошел просить разрешения предстать перед Айшей, и мне было позволено это. Я предупредил ее, мать моя или мать верующих, я хочу спросить тебя кое о чем. Ну, не стесняйся себя. Она сказала, не стесняйся спросить меня в том, что ты хотел спросить. Мама твоя это та, которая тебя родила. Но и я ведь тоже твоя мать. В книге Аллах Всевышний Жен пророк, Аллах придал статус так-то матерей всех верующих. Я спросил, полное омовение становится обязательным, после чего она ответила, ты обратился куда надо. Посланник Аллах произнес, если он сел посреди ее 4 ветвей, и обрезанная плоть коснулась обрезанной плоти, то полное омовение уже становится обязательным. То есть, короче, мудрость срёксона, полное омовение. Брат, до шума, что адуюташ, шундуютсам қиетсо, но... Дуешь, имаматцы дуешь. Так мать правоверных объясняет нам, гуду куза, нохчели цадов шульч. Қиетсо, до шума, что... Сапог, сагим... Брат, до шума, что Бог дусаешь. И Иблис обсудить, довое, цадовое. Подробности вырезать, тешь хотя бы, двичайно. Давайте. А вообще адыты вы... Иблис вы обсудить, довое, цадовое. Давай, брат, Иблис обсудить, довое, цадовое. Хотя вопрос дуса интересного. Хотя вопрос дуса интересного, кинчки что, адуючтол. И первый вопрос обсудить, довое, второй довое, потому что второе нога интересно, очень интересно, с моей точки зрения. Милонок довое обсудить. Иблис или второй вопрос? Иблис хадиса, что дуюч мовори. Ну, Иблис сюрхач, объяснение, нет никакого объяснения, как Иблис размножается. Нет, ни в Коране, нигде нет. Где как вот Иблис появился.
Иблисиха, Иблисиха есть там? Иблис, да, никакого не объяснено, нету никакого объяснения, как Иблис размножается. Нет Сунцаха нет объяснений. Так я констатирую факт, что нету никакого объяснения. Я спрашиваю, может быть, вы меня исправите? Может быть, вы меня исправите? Может, вы мне скажете, ага, хогал велву, Иблис там, хадис, короче, сахих, что вот он вот так вот размножается. Если у вас объяснений нету, перейдем ко второму вопросу. Вообще, Гордыня Шадак Иблисен Куэлинсон Махулар. Представь, вот он как бы бессмертный, и во все времена как бы Это да. И момент, как бы, что из Хункуэлан и момент, как бы, и Хункуэлан дуй. Как бы вечный дух и до судного дня. И представь, он ходит, короче, все исторические моменты какие-то видит в этом мире, да, там, представь, с начала времен и сколько там до конца он будет как бы существовать. И нам Давайте размножение, Иду, как бы так. Мило, окей. Да. Аль-Кахф, сура 18-50, короче. Неужели вы возьмете вот его Иблиса? Да. Сура Аль-Кахф 18 и 50 аят. Неужели вы возьмете его Иблиса, то есть Иблис упоминается, и его потомство, Зуриятаху, своими покровителями вместо меня, в то время как они являются вашими врагами? Наличие пола и бракосочетания. Так. Ученые мусафиры, толкователи Корана, такие как Ибн Касир, Аят Табари, указывают на то, что джинны делятся на мужчин и женщин. Это подтверждается аятом. Мужи из числа людей искали покровительство мужей из числа джиннов. Коран, сура Аль-Джин, 72, 66 аят. В хадисах также упоминается, что джинны едят, пьют, поступают в брак. Имам Катада, Табияин, отмечал, что джинны размножаются так же, как и сыны Адама, их даже больше числом. Тафсир ат-Табари. Как именно это происходит? Так, в исламских текстах нет детального физиологического описания и прочего всего, но классическое размножение хузаязы. Но большинство ученых, имам Аш-Шаби и другие, считают, что у Иблиса есть жена, и размножение происходит через половой акт, подобно людям. Некоторые более поздние толкователи, например, Куртуби в своем тафсире упоминали предание, согласно которому Аллах сотворил на бедре Иблиса половые органы, и он якобы откладывает яйца, из которых вылупляются шайтаны. Однако это мнение часто классифицируется как и израильтян, предание из иудейских христианских источников, и не имеет прямого подтверждения в хадиса. Хорошо, а если про, в кавычках, исламскую науку говорить, джинны размножаются так же, как и люди, то есть сначала сгусток крови, потом кости, потом мясо, то есть они также размножаются, потому что джинны это другая насколько я... аналогия. Вот именно, насколько я понял, джинны это какая-то другая вселенная, то есть они рядом с нами, но мы их не видим. Это первый вопрос. Второй вопрос. Джин и Иблис это ведь не то же самое. Может, они из черной не может. Из черной материи. Да, Dark Matter, да, который вселенская эта тема. Короче, джинны, во-первых, как я сказал, они так же размножаются, как и мы. Это это больше, скажем так, риторический вопрос был. Второй. Джин и Иблис это ведь не то же самое в исламе. Ведь есть разница между джином и Иблисом. Джинны, это, насколько я понял, это какие-то другие существа, которые живут рядом с нами. Бюсен, мусор, арма, квасбо, шумш, дюсен, хердук, шуга. Наверное, вам родители рассказывали, ночью нельзя выносить мусор, потому что джинни бен, короче. Ага. Что можешь наступить на джинни бен. Улицу, может наступить случайно, это джин, что меткю. То есть, джинны, насколько я понял, это какие-то другие существа. Это какая-то параллельная вселенная, или я не знаю, что это какие-то существа. А Иблис, это что-то другое. Свободнее. Иблис это джин. Он Куран Чахязин Маду то, что Адам Далия и джин Иблис Хыла. Это
Это Иблис, он и есть джин. То есть это то же самое? Конечно, просто выделено незагнутое бы то, что Джабраил это не ангел, это что-то другое. Мадати, а Джабраил тоже ангел, просто у него имя Джабраил. А тут Иблис, это джин, у него имя Иблис. Один из Ему джинов, есть трон. Хорошо, но тогда мой вопрос остается, как бы мне сейчас этот Милвар Сарасин, который рассказывал, как они размножаются, там яйца откладывают или Ну, что это размножаются предание так же, как и из люди. иудаизма и христианства. Маршо, это Достоверно. ты, да? Ты это Да, да. говорил. Они нерестят, Окей, это твое объяснение, как бы. на нерест идут. А? Нет, неправильно. Все ответы дают неправильно. С помощью ислама размножаются. Не, нерест. Это хороший ответ, как бы, да. Это Ну, здесь удовлетворило все так мое упоминается, что даже любопытство у мое. Иблиса есть жена вообще. Некоторые Мало чуваки утверждают, что Иблис там где-то хуй Марианский впадина, тигацана, дижин, что короче. Да, чучуа, просто, Тигадуду. тига, хельч, как бы, на нерест дует чужа хилмадезис, как бы, нерестица дешь. Кстати, хорошее место не нашли. Могли бы как бы Мант-Эверест сказать или Марианскую впадину. Это самые две такие точки на нашей планете. Самая высокая, самая низкая. Как всегда, во всех религиях все старались всех богов помещать в какое-то место, которое было сложно доступное. Так же, как и, например, греческие боги были якобы на Олимпии где-то. Олимпию, гора, которая, типа, чтобы главное подальше было, чтобы никто не мог пойти и проверить. Вот, так что это вполне в соответствии с тем, что ты говоришь, как бы, про Марианскую впадину. Цыга, Хердон, Ну, наверное. сега, а Правда, следующая жена Цани, как бы здесь тоже упоминается, что у Иблиса тоже есть своя жена. но вот эти Джеймс Кэмерон, вы, и режиссер вас, который снял там эти «Чужие», он снял там «Титаник», он снял, и режиссер вас, голливудский, известный, он же погружался в Марианскую впадину, по-моему, в 70-х годах в этом специальной подлодке. Он туда погружался, он все снимал, и, к сожалению, он там не нашел никаких джинов. Может быть, просто они стеснялись тогда, прятались, не знаю почему, но он их там не нашел. А с чего ты вообще взял, что джинна ведома вообще человеку, даже по тем же писаниям ислама? Прошу прощения, виноват. Я просто, поскольку ввиду своего невежества и своего незнания, просто я как бы такой вывод сделал. Я прошу прощения, как бы, да, прервал. Короче, если можно ко второму вопросу перейти. Давай. Как бы ко второй теме. И обсудить Денеевой уже насчет Иблиса, размножения его. Он абсолютно denial уже хита было. Суном и Всё в моей тогда. голове. В моей голове это все инициатива понятно. есть? Просто я думал, может быть, вы что-то скажете другое, кроме того, что в моей голове. У меня второй вопрос или вторая интересная тема. Давай. Короче, и опять-таки возвращаясь к той книжке, которую я до этого обсуждал, это Сахих Муслим, там краткое изложение, составленное имамом Аль-Мунзири. Короче, часто цитируемый хадис. Многие люди его цитируют, многие про него рассказывают. Но я не знаю, может, я чего-то не понимаю. Но та ситуация, когда была Мухаммад Пеймар, когда он пришел в эту не пещеру, а в пещере, где этот Джабраиль пришел, ему там рассказал что-то. И потом он, получается, я просто все не буду читать, чтобы время не занимать. Потом он, получается, возвращается к Хадиже. И он ей там говорит, что как бы я там испугался, там извожь. И она ему говорит, и вот сейчас я буду цитировать. Хадиджа сказала ему: нет, радуйся, восклицательный знак. Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, бла-бла-бла, всегда говоришь правду, помогаешь нести бремя и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Теперь, мой вопрос. Это, получается, первая ситуация, это первая его какая-то его первая интеракция как бы с Джабраилем. Хира, да? Это, получается, первый случай. Пещера Хира к нему, когда приходил Джабраиль. Мухаммед, когда пришел в эту пещеру, там, я не знаю, что он там делал, пришел Джабраиль. Мне другой вопрос. Вот он пришел,
это первый раз он пришел, Джабраиль пришел, ему там что-то рассказал, и он испугался. Пришел к своей жене Хадиже, которой там 40 лет вроде было, ну не суть. И вот она ему говорит, цитирую то, что я вам сейчас процитировал, клянусь Аллахом там и так далее, и так далее. Мой вопрос, если откровение только начало приходить в этот момент, то с какой стати Хадиджа говорит, клянусь Аллахом? Не, ну реально. Потому что если бы она сказала бы, клянусь Аллахом, потому что Аллах, это мы знаем, это была арабская, как бы, в их пантеоне была Ну, не, богиня Аллах. погоди. Так как раз-таки Аллах, не Аллах, является божеством Курайшита. Может, это его первая жена Аллах как-то у них, принадлежала племени Курайш? Как но у них думаешь? была богиня Аллах, в конце Т. А как Может, ты помнишь? там нехорошо прочитал, может, там, клянусь Лехой. Нет, я читаю, я вам фотку могу скинуть, как бы, я вас не обманываю, я могу фотку скинуть. Здесь пишется, как бы, Ну, клянусь а почему Аллахом. тогда пахан Так, клянусь Аллахом, Мухаммада Аллах никогда не Абдулла? покроет тебя позором. А? Там пахан Мухаммада еще Абдулла. Нет, ты Ну, мой вопрос, погоди, наверное, понял. ну Как она упоминает смотри, Аллаха, ну если она Аллаха упоминает, еще потому нету, что... никто о нем не Погоди, знает еще в есть, это еще время? как есть. Погоди. Отца Мухаммеда звали Абдуллах, раб Аллаха. Это курайшитское божество, понимаешь? И она принадлежала, это Хадиджа бинт Хувейлида, к племени Курейш. Это как раз-таки языческое божество, Аллах. Угу. Окей. То есть до Мухаммада были имена как Абдуллах. Да, отца То есть, пророка этого самого звали Абдуллах, раб Аллаха. а у нас есть какая-то информация о том, как арабы до ислама, то есть там 6, 5, 4 век до нашей эры, как они, как бы этимология слова Аллах, как бы у нас есть какое-то вообще понимание, что оно означало тогда? Ну, исходя из исламских источников, эти самые курайшиты — это потомки Исмаила. То есть здесь присутствует монотеизм как таковой у их племени. И судя по их же писаниям, там много божеств помимо Аллаха, его дочери и так-то. Другие племена, помимо курайшитов, Мекки, как она называлась тогда, я не знаю уже. Подожди, ну смотри, божество по имени Аллах до 6 века нашей эры вообще существовало или У нет? курайшитов, Потому что да. я не слышал об этом. Аллах существовал, Аллах, Откуда ты вообще женская взял богиня. Аллах? Собурди Аллах, ты саживай. Аллах это женская богиня, которая у арабов была всегда. А Аллах когда-то существовало или нет, как бы, вот что интересно. Потому что я не читал ничего о том, что до ислама, до прихода Мухаммеда был какой-то бог под именем Аллах в конце х. А это одна из дочерей этого самого Это Аллаха. Соборди, Наряду с слушай, у меня тут Аль-Уззой звонок, я сейчас Манат. выйду на связь с парами. Ты слышишь? Маша, Собордила, мне тут звонят, я сейчас выйду на связь. Да, Собордила, слышь меня? Да, Слышь, хорошо. Собордила, звонок, отвечу сейчас, выйду на связь. Хозяйство. Хорошо, да, все. Все, сейчас давай, пару минут, давай. Ну, Аллах Дарас рискует. Ибрам, Дарас, Аллах, короче, у него было 3 дочери. Аллах, Манат и Аль-Узза. Просто это языческое божество, учил Аллах. Это одна из дочерей Аллаха. Языческого бога Аллаха Курайшита вообще. Badet yeş büyütür. Biten zota jukti şezin dol üçlü. Ey çi jukti şezin. Hadi işi. Üçlü. Со связи ОМОН его маршу. Вот, Ажлах, Инсалху Аллах Шура. Аллах — это одна из дочерей Аллаха. То есть, помимо там Ага, Аллаха, есть еще Манат и Аль-Узза, Ажлах. окей. Аллах был именем, это статья Якуза, был именем главного божества Мекки, у которого были 3 дочери. То есть здесь также в Коран как-то упоминается из Хадживы, Раху источники. Там Шинамду, Коран Адара. Так.
Хадей шуклер, пока ты ищешь, сакинчку интересный, юешь ногче история кляс, принципе, войны история кляс. Сигаури, возишь Илья Сигаури. Вот я как бы читаю, он там во многом про месопотамскую историю рассказывает, и там есть Хажла, очень хажла. много интересных... Хажла. Коран, 53 сура, 19 аят. Не видели ли вы Аллат и Аль-Узу? И дальше идет 20 аят, и еще третью, Манат. Хажла, тафсир хадавствует, Оранчур. Аллах Всевышний раз осуждает многобожников за их поклонение идолам и приравнивание Аллаха, то есть этого Бога, у которого 3 дочери, к истуканам. Они построили дома для своих идолов, подобно Каабе, который построил возлюбленный Милсу, Аллах, пророк Ибраим, мир ему. Не видели ли вы Аллат и Аллат, Аллат и ну, то же самое приводится, представлял собой белый камень с надписями. В Таифе для него был сооружен дом с завесами, в котором родились свои жрецы. Почитатели Аллаха гордились своим видом божеством перед остальными арабами, за исключением курайшитов. Причем здесь это вообще Хотя, финский тексто, там могло быть такое, что этот белый камень, когда свистнули оттуда йеменцы, взамен дали черный. Ну, Ама Бахар, Аллах Халацик, Манат Халацик, Аль-Ухунад, Накуза Халацик, это 3 дочери То есть у Аллаха. арабов, у язычников божество под именем Аллах как бы было до этого, да? Да, До да, ислама. да. То есть оно существовало. Окей, хорошо. Я просто к чему это говорю? И Кинчки Асар, который Не, упомянул, и Сигаури, Муклахан, даже по исламским источникам, просто у них изначально якобы, в кавычках, был монотеизм, вера в Аллаха у них была, и потом дальше из-за других племен, там у них фольклор как-то развился, у них дочери у Аллаха появились, все прочее, прочее. Это по исламским источникам. но это Просто раньше. согласно исламской традиции, как бы это ислам так Но все говорит. равно То есть, присутствовало вообще божество языческое, Аллах. И оно дальше, и да, фольклор да. курайшитский развивался. Но, Аллат, на, Манат, там, на Аль-Уза и самом прочее, прочее. деле, как бы, если так вот посмотреть, ислам на самом деле придумал, ну, гениальную концепцию. Он сказал, что все, что В чем было здесь до нас... гениальность? Просто отбросить все Не, другие я божества объясню, и своего божества из курайшитов воздвинуть на пьедестал. В чем здесь особенность? я объясню, как бы, что я имею в виду. Он как бы придумал, что вот все, что было до нас, вот что ислам говорит, все, что было до меня, до 7 века, все, скажем так, писания, они, скажем так, они были искажены. Все до этого было именно исламом. Они все остальное исказили. И этим ты можешь все объяснить. Ты этим можешь все объяснить, как бы, понимаешь? Ты можешь Алиса, сказать... Ибраим, Мгм, Хазион, Ибраим, мгм. Ибраим. Ой, Ибраим. Хез ладушу. Значит, Наксан и Собр Элчун связь сделала, говорится, видео снять YouTube, что выложить на иште цахумца деш варианты, говоришь, что просто. Россия ашукуза нахал дала скамел мел доца нахал дерту гурт хербусвес, короче говоря. Вообще YouTube что такое вариант рерити, Ибраим, разговор. Ну ладно, Ты чё, Хохеза, и хакер ешь Сахар Даон, бешвет? Ибраим, и просьбам Сахарион. Ешь бешвуй запись. Церг бухар кайхам. صابر قيقم برو دير داريو يوتيوب شو ما قيسارة على فيديو хотя бы обрезать и сахара дер дер. Маршо, я в свое время интересовался, голос поменять, ник поменять, да вариант, короче, я в итоге аппликацию какую-то скачал, чтобы поменять голос. В итоге это настолько сложная тема, что я уже решил, да, да, как бы, если уж как бы что-то буду нормально говорить, просто не буду выражаться как бы слишком сильно. И хайол уэлнаш, и сайоныш, на самом деле. Я тоже, все мы беспокоимся об этом, как бы, но вижу, что есть, то есть, как говорится. И... Алло, это все? Связь за душу? Алло? Хорошо, хорошо. А.
И возвращаясь к этому, к названию Аллах, я Ицану Кинчкиаса из Сигаури, цитата из этой книги. Богиня Аллатум, богиня третьей династии Ура. Существовал культ богов, предков. Так, это получается, как бы он получает, ну, третья династия Ура, это как бы Месопотамия. То есть уже в то время в Месопотамии, то есть несколько тысяч лет до нашей эры, была богиня Аллатум. Аллатум. Плюс еще, это я уже помню, в этой книге тоже об этом пишется, что был город, который назывался Алалах. Алалах. То есть, ну, я думаю, все, наверное, понимают как бы связь, взаимосвязь какую-то. Что всегда в этих арабских... Hadith. Продолжим. Esam meca Allah, Bog, Sigeram Betsти. Аллах Бог Шагальер в регионе, где Месопотамский регион. И Аллах Тум Бог богиня. То есть это факт, это вообще неоспоримый факт. Естественно, исламская Hadith традиция под это рукой трактует было. по-своему. Hadith дюшил под рукой, я. Хадиш дюшвац. Я сейчас читаю Вообще историческую боссом. литературу. На будущее было 1192, да, Аль-Бухари. Да, Асу Ючел, Аллах Тери, это просто древнеарабская и шумерская богиня неба и дождя. Сега мудуга с Hadith чо. Скверно слово изучал, плюс еще из Урваса, клянусь Аллахом, он, ну сега и многобожник он на тот момент, клянусь Аллахом, он сега из Абу Бакр с Чинга, его в итоге дюрл, зачем Дауду Дадуич. Чинга дюрл, короче, из Аллах, тюй, Аллах. Чинга, короче, и это Яхок, да вози олхту, Нет, что хадиса хьется, те, которые взывают к своим предкам, пусть укусят самонаденных своих отцов. Да. Это уже про мужские органы, отцовские. А тут непосредственно божество, и ценник, многобожнику, да, а многобожнику боссу. Да, зучен, дауз. Да. И вот сега, ну, это не бьехабашем, это уже Исандердевич, да, Сецедердевич, да, сдаются, будут сега, это урос. Клянусь Аллахом, он из Абу Бакрель. А он многобожник. И клянусь Аллахом, он говорит. Интересный момент. Но уточняющий момент. И Аллах это одна из дочерей язычества Курайшита, если что, Ахьехошел, богиня Ери. Наверное, так и развивался фольклор. Ну, для себя уточните нас и маршал Эйлерк. Один момент я для себя уточнил. Я вообще не знал, что до 7 века нашей эры у арабов вообще было какое-то божество под именем Аллах. В самом Коране же я не знал, как бы. Тут раз ты сказал, наверное, у тебя какие-то источники есть, наверное, да, раз ты говоришь. Оранама де Широкажа, 53-19. Не видели ли вы Аллах? Что было? 53-19, говори. 53-19 и 53-20. Там 3 дочери этого самого Аллаха. 53-19. Илья Сигаури был свой автор. Понял. Короче, я его, кстати, недавно в Фейсбуке искал. Этим кинчкас, почти еш велан, эрдацас, где-то в половине. Ну, сложная литература, потому что ты, когда читаешь, часто приходится там останавливаться, какие-то пометки себе делать. Цунгязди, с Facebook, чувак, короче, что, высказал свое, скажем так, почтение, что очень благодарен ему, что он такой труд как бы написал, потому что по этой книге видно, сколько он перечитал другой литературы. Потому что когда он там пишет, допустим, там про чеченцев, про войнахов, скажем так, про наших предков, начиная с Месопотамии, он всегда ссылки дает на другие труды, на других историков, лингвистов, там, Дьяконова, Иванова,
какие там другие были, Дьяконов, Иванов, Дьяконов, Иванов. Ну, короче, там несколько есть именно советские ученые, которые как бы не чеченцы, то есть их как бы обвинить в предвзятости невозможно. И я одинаково, он пока не ответил, конечно, мне, ну, не знаю, может быть, он в Facebook не заходит, но молодец, короче, Достыч, с моей точки зрения, хоть у меня определенные какие-то моменты есть, где я не все понимаю, что он пишет, но молодец, и ХЛР, с моей точки зрения, вообще без сомнения, скажем так. 53-19 баря, Маршал. Да-да-да. Суртку еще вообще. Да, конечно. Я тебе или скажу Да. название, или скину фотку. Название. Короче, смотри. Ильяс И.М. И.М. Сигаури. Название книги. Очерки истории и государственного устройства чеченцев с древнейших времен. Я название знаю. Да, я название. Я так понял, это, наверное, какая-то... Это книга, которую он, наверное, до этого какую-то диссертацию, скорее всего, защищал. Просто по книге видно, по тексту, поскольку там как бы есть аннотация Олхтюнах, описание книги. Она есть как бы на русском и на английском. И Юга, юга книг. у меня... О, о. Юга, наличие книги. Отлично. Интересная книга. Есть, волверсы, та интерес, интересует. Та, там, гешмята, кусками. Сундук интерес, интересует. Юга, книги, ёрши, по наличию. Суммам интересных и там очень много интересного касательно того, что где мы вообще... Например, если говорить про Кавказ, вот у меня, например, в голове всегда создавался вопрос свой древний Амхельч. Почему у нас никогда не было какого-то государства, скажем так? Ну, Сакерча, Хвалу, что, Хастер, что хочешь. А он это там объясняет, как не напрямую, конечно, но я для себя из этого извлек как бы определенные выводы. То, что чеченцы всегда были, ну, чеченцы, ингуши, бацбийцы, да, в войнах я имею в виду, это была какая-то вольная общность. Мы никогда не стремились к тому, чтобы создавать империю. У нас как бы свобода из марша Олхуя, как бы, да, там, марш Олдушек. Для нас это настолько принципиальный как бы момент, что нам очень сложно поставить как бы во главе общей, скажем так, нации какого-то владыку. И мы никогда к этому не стремились. Сегодня, спустя несколько тысяч лет, смотря на историю назад, смотря на там завоевание России, там то, что там те же арабы делали и так далее, конечно, мы с вами сейчас можем сидеть и говорить, может быть, наши предки были неправы, может быть, им надо было как-то объединиться и создать какое-то государство, поставить во главе какого-то владыку и распространяться дальше. Но это мы сегодня можем судить, как бы. Но, в принципе, у нас всегда так было. Короче, и не суйтесь ко мне. Вот мы всегда вот так вот жили. И, в принципе, если вы почитаете эту книгу, оно логично. То есть он каждый раз, когда что-то утверждает, это Сигаури, он ссылается он ссылки дает. То есть это не то, что он так говорит. Потому что можно было бы сказать, да, что ладно, окей, раз это чеченец пишет, то по-любому он как бы пытается возвеличить чеченскую историю. Нет, ни в коем случае. Он ссылается на разных авторов, на советских, на грузинских, на армянских. И общее мое какое-то представление, которое у меня создалось, я, конечно, ее не всю еще прочитал, но это то, что протонахские народы, как есть такое понятие, да, то есть как бы наши предки. Мы не можем говорить, что это типа были чеченцы, это протонахские народы, как бы наши предки. Они жили не только на нашей территории, где мы сегодня живем, но еще. Они жили и частично на грузинской территории, и в Дагестане. И были разные названия разных государственных образований,
о которых, конечно, разные историки спорят, как бы были ли они нахами, не были ли они нахами. Каждый должен какое-то свое мнение об этом создать. Например, двалы. Двалы, народность, которая на сегодняшней территории сегодняшней Грузии находилась. Тоже как бы есть определенные споры, кто они были, нахи, не нахи там и так далее. Потом санарейцы или санары, или санары, кто-то еще их называет. Санары или санары. Тоже такая народность, которая находится, точнее, находилась на территории сегодняшней Южной Осетии. Короче, получается, Северная Грузия, да? И, ну, о них, кстати, есть конкретные арабские даже источники. Балазури Умярсун, который об этом писал, или Балазури, или кто-то другой как бы с арабских источников. То, что когда арабы распространяли ислам в VII веке, хотя могу ошибиться, может быть, это был VIII век, как бы, но не хочу как бы соврать, но даже сами арабские источники пишут, что на севере Грузии у Дарьяльское ущелье и Юкай, которые на границе Осетии и Грузии сегодняшней, что там была такая народность, которая дала такой бой, короче, что вот и эти Хабехам Арблабуй, которые ну, распространяли там свою власть, религию и так далее. Короче, царь конкретно Хидабага там Нахбокуш. Конкретно они там победили. Некоторые сражения были, которые эти цанарейцы или санарейцы, или санары, их там, ну, победили они, образно говоря. То есть это один из примеров. Санары, двалы. Потом, если говорить про сегодняшний Дагестан, опять-таки, в этой же книге пишется, что есть такое место, как Ауховцы. Ауховцы на сегодняшний день, насколько вот мы вот знаем, это чеченцы-акинцы, эхтабы. И я всегда думал, что на сегодняшний день Дагестана ашбу эхтабы нохчи, что они, наверное, ну, последних 100 лет назад, наверное, максимум, когда переселились, всегда задавался вопросом, а что там делают чеченцы вообще в Дагестане? Что худешбу вообще? Эхкой, ну, что они в Дагестане делают? Оказывается, и это я только сейчас узнал, оказывается, эхкой, нохчи, они там уже давно жили, сотни лет. Потому что в тех же как бы трудах, на которые, во-первых, которые упоминает сам Сигаури и на которые он ссылается, еще со времен Тимур Вась в 14 веке, который там пришел, завоевал все там, я не знаю, там многих людей поубивал там и так далее, который с Монгольской империей, с Золотой Ордой воевал. Оказывается, еще с того времени там нохчи жили. Еще с того времени, потому что как бы есть разные Сега, мнения. Ага. Хадица. сега, если копнуть, вот так, дубок шишлеришь, вы, там 10% нету чистой но вот так, изначально ногти чуть уабяхем на равнине, ну так, проблем, шхулишкие, ах, сега, ауховский диалект, это дук харел мот, бац, 10% там. А сега хин дол тейпнуш, зант ой, бил той, цонтрой, и ауховский диалект, мот бютаршиш дул. А на самом деле ног махой, мы будешь там тукум. Ах, там не разбериха. Тейпнуш, только дойзаться, сега. Очень Эхты редко. вообще-то выходцы из юго-западного, из ущелья. Ну, всегда херуешь, там, может, не знаю, 200-300 лет назад. Худу, как бы я для себя, меня, например, долгое время бесил тот факт, ну, мне был неприятен тот факт, что Хажахис Гюржи буй, цера, ца империш хилла, ца ам хилла, ца государство хилла, мош хилла. А ой, нохчу фухилла, вот я себе задавался таким вопросом. И поэтому я начал изучать, как бы там, читать какую-то литературу, и просто чтобы себе в первую очередь ответить на вопрос, ой, отцал древний камхарич, ой, ца пача хунсахилла, ой, хилла, хуцахилла, короче, хухилла, хуцахилла. И вот когда я эту книгу начал читать, я начал понимать, что на самом деле, именно Нохче Пачал, чеченская какая-то империя, Алхума Цахила, да, это факт. Но, с другой стороны, тысячелетиями от смерти, это факт,
неоспоримый факт. И это факт, который говорят, о котором говорят не только чеченцы, о котором говорят советские историки, лингвисты и так далее. То есть там, ну, я сейчас не хочу глубоко копаться, там куро-аракская культура, каякента-харачоевская культура, там много найдено всяких э, на русский язык, сейчас так переводить, да, царасон. Короче, всякие там тарелки, всякие кувшины, там всякое оружие, всякие доспехи, там столько всего найдено, что абсолютно установлен факт, что несколько тысяч лет до нашей эры на сегодняшней территории Чечни были определенные культуры, люди, которые там жили. То есть это факт. Ну и то, что у нас не было никакой империи, скажем так, никакого государства под названием там чеченское. Во-первых, чеченское, как бы это тоже понятие, которое пару сотен лет только появилось, как бы там с какого-то чечен-аула, по-моему, да. Мы себя никогда не называли Ваймата, мы себя не называли чеченцы из Ваймаса, Хушма, да. Но мы существовали и участвовали, вот как это Сигаури пишет, в этногенезе разных других народов. То есть он описывает, вот начиная где-то с 5000 лет до нашей эры, и по сегодняшний день, я пока добрался только до Монгольской империи, то есть до 14 века нашей, до 13-14 века нашей эры, я только туда добрался, дальше еще буду читать. Но он описывает подробно, Мичахелло, Фулиалдина, и где мы участвовали. То же самое, например, Алания. Алания Йоханс, такая тоже была страна, которая на территории сегодняшней Северной Осетии, Ингушетии, Чечни существовала. Тоже очень много интересных фактов он там описывает по поводу Алании. То есть мы сегодня, нам как-то свойственно ассоциировать Аланию с осетинами. И, в принципе, это справедливо, потому что их язык, этих аланов, он, насколько я знаю, близок к осетинскому языку сегодняшнему. И это факт. Но с другой стороны, много разных фактов, скажем так, дают возможность предполагать, что Алания была не какая-то просто осетинская империя сегодняшних осетин, а какое-то общее кавказское государство, северокавказское, да, то есть не грузины, не армяне, северокавказское государство, которое в себя включало разные народы. И об этом много чего говорит. И топономика Олхцайс у нас, название городов. Вот когда ты берешь название городов разных и пытаешься их объяснить с точки зрения языка, например, с точки зрения чеченского языка, там, не знаю, осетинского языка и так далее. Потом тест ДНК, тоже есть, там много всяких есть причин, по которым можно предполагать, что Алания была, скажем так, какое-то общее кавказское, северокавказское государство. Вот. Духом даются, если кому-то неинтересно, Энтердол. Аллахешуса. Алло. Очень интересно. Ну, в общем, вот так вот. Да, Марчо, ну что, Орвы? Ушел он, что ли? وين كيف دقوا بوصل خلاردو الله هو اهتردات يمتينا حملو ха историю хуери ха государство ери цари хум шуэтордат лэмас хайхайна динэ лэмас динэш Эла, Оша, изомду, но с другой стороны, цитат, кто не знает свою историю, обречен ее повторять, не знаю, если правильно перевел на русский язык. Но история, хочется кричать, если ты не изучаешь свою историю, что в прошлом происходило. إذا И كافر هم что специально Кафеш, вусурна голба кафеш, штука. да. Ой, голда, ючуна, что да, наук, сейчас, она вообще не медицина, ничего, еще адрес, шейту, короче.
Ой, ну шеде, шумно шлю, так что полностью с тобой согласен. Ну, а я от хаз эй чеза ден киехте, а банки чудилан. Там шинки на лехте чан. Юх патри маленьких гладка. Уйла маздалли, короче, молш. Уйла маздалли динчулта молш. Оцул, короче, дик дербдеш медицине. Это Ваша банк шете езон, скажем, цанда из моей угар кверт медицин. Цул дикума мадати, он скажем, дарба диезай. вот из-за чего он и те да кровопускание. Из-за Дихан массу лезвие, нас дихан, натас массара подтвердить не ну-ка. дихан лезвие их диеза из моей, как бы даже логично, мадай, дихан лезвие харч. По-любому дарб калмадези, это даже вообще не обсуждается, как бы. НАСА подтвердено, а Маалари недавно НАСА Трампо подтвердено, что и на самом деле как бы цулдик дарб ца да доциль. Даже ракио цацаюахагю идол нахбуй, даже царна, короче, ца химотерапия соез, та молно что Любой есть, вот, тмин дуй, тмин, тмин не юх Вир Оли, но в чему-то, не вир, это осел, но в чему-то, верблюда хол, эмкал, вири блюдец вот это эмкали, твячан. Его эмкали, ала да, ну, короче, клетку, бог, от эмкал, что эрдол, что дуй, жид, эмкале измельчаны, хат дамал диез компот с молоком. и да мельчаны, Из-за просто так мил диешь, да, стига, маленькими глотками малдезы, юх, натощак, датуя хуис, короче, с Баша, за моря. инструкцию ему молодец, просто гитсал с уэлнэшья, шворсу ему молодец, Хажа вот тот маленькими согой чун, глотками баря. хажа вот согой. Так, там, так, ищ молодец, дези. Даже на табеллу тера эмкал чуба лило. Юх, أجوا فينك شات أثر لبوي أضعوش ملات ورخ أجوا فينك هنا أبينا نتشاك لبوي تا نجو نوي تشوك لبوي ستري تشوك та там полонию, не полонию там. Вообще, та этом не бом тюрчик или та на Фукусима. أول خلشك تا كستوم تغيش ده ور في نيكولش تقولن зачистки شو مجدوق. Дела, Ибраим. What's that? What's that, brother? Сахата дърса, يهوخ شو عدري أنتي террор вас, цун эфир شو عدري, вокруг Кабы нахлелш, царь, зикардеш, короче, движение, и видео, скорее вариант, она, вот где это происходит, вот как именно Буджри, Зудри, Гоуши, короче, Шаберш, Гоуши, Альталуш, короче, Ша, йол движение. Есть просто человек, сан адмик и видео, Гейтли Эрсун, как бы, чтобы показать, как это выглядит, вот сега хылвацво. И видео, как его найти вообще? Эрдареш само. أنت وخبي канал Леон Сучуа. Хазон. Антивахабист канал, Баря. Не антивахабит.
На английском Антивыходник. или ты что? На английском? Да. W. Да. Антивыходник. Так. Просто пройдись Антивыходник. по Машумасом постам кызатсына. канала. Посты, что куем, что медиа, что Самодева. закрепленный волнует. Ela им да окей, это деку шо литературу порекомендовать или история, да. Насчет Сигури осу. чего? Сигури осу, кенс. Насчет Я истории, чем сожима у вас, я как бы, скажем так, немножко стесняюсь того, что я только сейчас, ну не то, что я до этого ничего не читал, просто я много чего читал, как бы, ну, в плане своей профессии, но немножко стесняюсь того, что я только сейчас начал именно чеченскую литературу читать. Надо было намного раньше. Сигауриас, я уже сказал, ты, наверное, записал себе, да? Вот. Ты, когда ее будешь... Дело в том, что когда ты ее будешь читать, то ты увидишь много других ссылок, как бы. То есть сам Сигаури, он ссылается на другие труды. Еще раз говорю, скорее всего, это была, наверное, какая-то диссертация, которую он опубликовал как книгу. Это стандартная практика. Если, например, ты хочешь там защитить доктора наук, я просто знаю, о чем говорю. Ты когда хочешь защитить доктора наук, если у тебя очень хороший труд, очень качественный, то ты его можешь опубликовать как книгу. И в этой самой книге он часто, каждое его утверждение, которое он делает, да, конечно, есть некоторые утверждения, которые он говорит, это мое мнение, или мы считаем. Когда он говорит мы считаем, когда он говорит я считаю, то это значит его мнение. Но во всех остальных случаях, когда он говорит, допустим, там что-то конкретно про чеченцев, войнахов, он ссылки дает. Армянских, грузинских, советских или даже иностранных авторов. Вот, теперь дальше. Что еще можно читать? Например, я сейчас начал читать, но чисто для того, чтобы нохчему саджам амбадуй, потому что словарный запас сагою, нохчему та, сей пырглат, короче, камелды, сей ишсакалара, нохчсаны. Меня это немножко бесит, и поэтому я начал читать Ех Бюснаш, Ех Бюснаш, Абузар Айдамиров, классовый автор. Начал ее читать. Слышал ты, наверное, про это произведение, да? Ну, старая книга такая. Еха Бюсенаш. Короче, Еха Бюсенаш Бош Кинчкю Нохчичо Язин. Она полностью на чеченском языке. Интересная книга. Опять-таки, только начал читать. Не могу ничего сказать в общем. Но он там описывает, значит, начиная с депортации войнахов в Турцию в 19 веке, включая восстание имама Шамиля, вот, включая его какую-то интеракцию, взаимодействие с Кунтом Хаджи, это он Кунта Хаджи, я вообще не знал о нем ничего, кстати, как бы сейчас вот только с этой книги узнал. То есть очень много интересного он там рассказывает. И она вся на чеченском. Да, конечно, очень сложно ее читать. Я вот как-то раз, когда в самолете летел, ну, неименуемо одну страну, посчитал, что я где-то за 2 часа только 10 страниц прочитал. Потому что и соцсети чулдешно, что и нохчемата. Я их всегда подчеркиваю, там хайлайтером, скажем так, их обозначаю, и потом ищу перевод. I'm the same. Конечно, ты медленно читаешь, есть такое. Но чем дальше, тем ты будешь быстрее читать. Эти слова, которые ты не понимаешь, они будут повторяться потом. Если ты их выучишь, тем более выучишь в контексте. То есть просто так, если тебе я скажу слово какое-то урхол, например, инол, нохче, дэшна, что? Если я тебе их просто так скажу, тебе сложно будет их запомнить, что они означают. Но когда ты их запомнишь в каком-то контексте, например, урхол, цахомядинаг, нохчал, короче, сейчас закинчу хаяльеса, чтобы тебе конкретно пример привести, но когда ты это в конкретном контексте запомнишь, что вот, допустим, была какая-то ситуация, где это слово используется, тебе намного легче его запомнить.
И вот как бы что я могу посоветовать, вторая книга, это вот «Ех Бюснаш», потому что в любом случае «Бот Амбеш Сахалич Амцабич», ну, тогда о чем мы говорим вообще? Вот даже я даже вот когда с тобой сейчас говорю, это раз использовать хумбо, он дальше сай раз нохчемата. Все, что я хочу сказать, я не могу просто передать тебе, ответил. Не могу полностью как бы свои мысли тебе передать. Ну, это моя проблема, это я в этом виноват. И это надо исправлять. Он дальше свой мат богатый. Могу инзари дук дэшна что шедек дук. Лев Толстой, в конце концов, Лев Толстой, вас, который написал Хаджи Мурат. Ну да, он как бы, но говорят, что он чеченский язык знал. Ну, то есть, как бы, то, что наш язык достоин того, чтобы его изучать, даже если ты не чеченец, ну, я думаю, в этом сомневаться не стоит. Сундейл, вот ищи книг, посоветовать, да, ищу кусавик. И до этого, и Хасан Бакаев, Далгеш, кстати, он сейчас в марте умер, он говорят, примерно год назад. Вот буквально год назад он умер. И это Масара Уич, Ях достижений шел в истории Корпе. Вот о нем, ну, к сожалению, от него я ничего не читал, не могу сказать, но уверен, что есть много интересного в его трудах, что можно почитать. Вот, из ситуации. Ех Бюснаш нохчемата хумбо. Он И изначально ластомата я зимой. и На самом деле, Айдамира, это Абузарс, я зимой ластомата. Только и план Модербич вариант выселения 44 года. И хлять я план халачена на короче эти агеламади и чего потом ахудить дизел. Юлта что аналогия ваш депортация из Федерации, на самом деле, насильственно депортируют сувенир. В 19 веке Бога? Да, в 19 веке, так он сега я хочу лон. Сега опиорион царинок, то и за фальшивые письмо язден, да, султан Ербуэл. Хажа отхолялес, как бы вистрил воронсо и депортацию, ну, а депортация я в 19 веке. Дело в том, что и первый раз я вообще услышал о том, что у нас было массовое переселение в 19 веке из книги «Из тьмы веков» бошса Галгачо ясында Кинчкюк Идрис Базорков, Галгы автор. Ящи само хайшуны Идрис Базорков. Да, очень интересное произведение, ну, как бы, не знаю, насколько оно художественное, насколько историческое, но вот я оттуда первый раз вообще узнал, что Жимор Сухайна вообще, как бы, первый раз узнал о том, что у нас было какое-то массовое переселение. Но дело в том, что Базорков эту книгу издал во время Советского Союза. И когда он ее издавал, то, естественно, эта книга проходила через определенную цензуру. Ему не дали, насколько я знаю, я не буду вам объяснять, почему это знаю, потому что это касается моих каких-то личных вопросов и членов моей семьи, но я знаю, что эта книга прошла через определенную цензуру. И он в этой книге говорил, что чеченцы-ингуши, которые в 19 веке как бы уехали в Турцию, они типа добровольно уехали. Да, в этой книге это пишется, но насколько я знаю, и это подтверждается сегодня уже тем, что я прочитал как бы Еха Бюсенаш, что это все-таки было насильственное переселение. Тем более войнахи, в частности чеченцы, ну, мы себя знаем, как бы, ладно, сегодня мы там путешествуем по миру, там, от войны убежали, но мы себя знаем, как бы, чтобы мы добровольно уехали, покинули свою землю, ну, нас что-то заставить должно. Поэтому я, честно говоря, склоняюсь к тому, что массовое переселение в 19 веке было все-таки депортация, а не добровольное переселение. Добровольно, это как сейчас мы, да, разъехали? Да, инздек духе, в принципе, да, ну, حدا للمدرسة سأروح حدا كمان وكذا. Но сразу более много бусаря. Им просто место, сравнить бича,
Слухай, дегекам ардехна на сборы чок из ханила. А вы что, разница, тебя ишмет шкахало хонеза. Хотя из лука ралайна хазнеясан. Бала бела что беш дебас из книги чё гурдонес. Салат тюлыш яхуш. Работа целая штига долче, дел до салат на штат. Да, есть бюст на шьюся, есть бюст на шьюся. Да. Работа целая, короче, дер больше, я салат тюлыш яца, юрте пумай леншейна. Ну да, до цар дел до латныш те цар разведки луют. А латныш, короче, непригодная духа и чаш урда циге. Чай на матче даймах кабилха яху. Поселиться далее, Оларас, к сожалению, царские, власть Турция проиграла войну на тот момент, русско-турецкую, и царь, короче, царь нас элегантнейш бурбуш. А царь давление, короче, сега добав бокша, че границы юховама хишбелиш бокша, и что yok политический движение сега дайгуч, ах, и сега дух дершле, тих юха, сам говоришь, не село сумнич. И логря дух дершле сега. Мне, знаешь, что интересно было, не только Эдемиру, Язин, Кинчку и Бюснуш. Насколько она историческая вообще, как бы, насколько ее можно считать как исторический труд, как бы, или художественный труд, потому что он там говорит много вещей, которые... Шаберишь личность шьюи, допустим, Кундухов, Муса, Шабегеду и Шемли Хилбул, на, и будет Чуабыч, вот, которые даже сговоры были. Действительно, это люди такие были, да, как, да, Меликов, Лорис Меликов. Лорис Меликов, там, да, Лорис Меликов, Ауолуш, короче, он ходил по ковру борт, книга. Лорис Меликов, Гюржим, вообще, мне интересно, потому что такое на ну да, тебя мало Кавказя администрацию, Тифлисяхала на тот момент, Сундела, Тбилиси, да, армян шхылату yok ahılam üyesa İslam. Gürcü hılak Меликов, или? Да, Гюржи хыл сагал армянин хылы болшну, дюч армянского происхождения хылы болш. Но в любом случае Гюржи махка. Один хылак Лорис Меликов. То есть на твой взгляд, как бы исторический труд или больше художественный труд? Больше исторический, но тебя мало у тебя до юрта инах, короче, ляж больше. Юрта Аши, вещи звучат догархо ойцу, да, короче, тебя роман, ну, конечно. Я вот как бы ресерче халду, насколько как бы это все соответствует действительности, но я вот для себя пытался просто определить, как бы, насколько я могу, например, когда мы будем обсуждать ту часть нашей истории, насколько я могу ссылаться как бы на эту книгу, насколько это исторический труд. Я не знаю, сложно сегодня как бы это с кем-то обсуждать, кого я не спрошу, мало кто знает, ой, ногчу вообще мало кто есть от сумнашен интересоваться, да, тем более от сумнашен хуш, короче, нах, эсбуэй. Махул, короче, связь налаживать, я мелос от Сигаури Чунга ездит, Нирос в Facebook, что, Асмаэлери, как я до этого говорил, он пока не ответил, может, он не заходит туда. Короче, Сеймахыл и умнаш хуш был на их цены, цагегер, лодата самгерцо. Но помимо своей работы, скажем так, очень сложно находить время свободное и как-то, ну, со профессией моя отсиерсо, историку, просто свободное свое время пытаюсь как-то ну, короче, Ластоматра, и книги, оригинали Ластоматра, я зимил книг. Ластоматра, я зимил, 97 года, я его опубликовать, и ньюхкан, и царя, та книга, юса, и захлиш. Из-за, короче, году, Ластоматра, я зимил, и издать цеет, ну, Ластоматра, гаркни, даже, представь себе. А в каком году? Когда он вообще потому что эта книга в 90-х годах опубликована, когда уже Ичкерия, ну, не Ичкерия была, но когда уже Союз распался. Первое издание, по-моему, 79-го года, Нохчума Трайвел. Я читаю на чеченском, который 90-го года. 1990 год. После этого тут я иногда издать новое издание. Тираж, он при совке еще ее как бы писал. Да, 70, вот и какие проблемы. При совке ему не дали его тиражировать на русском. Это, чисто вот
Хайчан, пожалуйста, короче, да, с ногчима. Так, и ногчима-то переводи, на цу, еще раз смотря, книга не ногчима-то переводи, на, и Ну, книга я следственно... цу, Ага. трилогию из третьего. Сега, так не кылца, и книг дая, членнышка, А. твоисью, молния в горах, юрт аколу, ник Это дыртшью. Айдамиров тоже писал, типа, Да, ну, да, то есть да, у него это несколько книг продолжение. получается, да? Да, не, свой язень, это мирус язень, продолжение, книги, довольно, короче, есть, ну, Ула, Сугарьеш. Пока я эту прочитаю, я не знаю, честно говоря, сколько мне это времени займет. В любом случае, Ешем есть... Тут много интересных цитат о Кинчичо. То, что он говорит. Э, Одна, например, из цитат, которую он говорит. Кирмах аужалах, кирмах аужалах боучу хетта. Соболила, сейчас я прочитаю правильно. От шиние Баргаш чухаешь дербен, да, харцахе церн, типа он говорит про чеченцев. Короче, иными словами, настолько чеченцы привыкли как бы к страху и судьбе, Шинбарган скажем. гуштег бэка, да, Да, хацахетку, да, ан да, то гуштег, есть да, как бы цхайн, хауна гуштег бэка, дуния да, цогорну, они горизон. всегда привыкли из-за всех этих войн, привыкли смотреть в глаза страху и смерти, что они не считают жизнью ничего другого, кроме как вот эта вот ситуация, что ты постоянно находишься в состоянии непосредственной угрозы смерти. Это одна из цитат, которые здесь есть, там много других таких интересных цитат. Не смог я это передать на чеченском языке, как он написал, потому что у нас же нохчемахта, когда ты читаешь, и было чу, хета чу, царна, как бы оно же читается, оно же пишется по-другому, чем читается. Например, то же самое, как французский язык. Там 10 слов, а из этого читается только 4, как бы. То есть у нас тоже такая тема есть, как бы, что много слов у нас пишется, но читается не все. Плюс диалект есть, как бы, да, разница в диалектах. Но очень много там интересных цитат. В любом случае, интересно, труд дёкров, короче, любой ног чего. Ешь, эрдацас, но интересно лучше. Ешь, диком хардер. Корт хаузих сканту. Надо арабские истории читать, арабский Коран читать, как арабские, это как его, хадисы читать. А ты какой-то новый, Было какой-то науку. знание. Научные диссертации защищать лишь. Лела Маца, что интересно, продолжать. Я делал 7 там мою лилца. До конца прямо. Маша, до конца боя. Да-да-да. Ролик, Инстаграм, чувак. Защитить Ина научные диссертации, но не в этой отрасли, не в области истории. Ну, вообще, ша, Камиль, Хаджа Барса. Защитить Ина, но не в этой отрасли. То есть я не историк, я, скажем так, историк-любитель. Меня всегда история интересовала, я просто, то есть все, что я говорю, это просто как, ну, я полный профан в этом деле. Только то, что я читал, только то, что мне интересно. Ну да, у меня есть как бы степень ученая, но не в этой отрасли, в другой. Ну, строение причинно-следственных связей, или в диалоге вообще в теме. И, например, Светлана Фем, да, Юля, ну, я не могу ее никак закончить. Ну, Инс, Эллари, Чуабл, модератор, варианты, короче, YouTube скидывать Да. моей еще Артем Эллари, повторить ерер и просьб, что такое, ну, в любом случае, вы гуттар цагал, да, хум наш лишь модерации, вы модердича, как бы хумадас. Ну, Степень, вот эхари язычки. Давай, Вайс вообще историю и что как бы сюда дальше. Эльчо хумадуя алсагецун юриспруденция юса и степень. да. Это все с этой отрасли, с этой области. И история для меня это просто как, ну, как конек, скажем так, как мое хобби. Тем более наша история. Арвел Дик Ханью. И вот как раз когда дома
9, 10, 11 класс, когда изучали вот уже углубленно изучали историю, когда там уже литературу обсуждали, я там не был дома. Я старался всегда в той стране, где я нахожусь сейчас, в Европе, и в той стране, где я сейчас нахожусь, я старался как-то заполнять эти пробелы, которые у меня с тех пор, потому что, если, например, российскую литературу я не знал, естественно, да, и старался всегда ее заполнять, восполнять, грубо говоря. И, естественно, когда ее читал, ну, понятное дело, там, от Пушкина, от Лермонтова, что-то всегда надо прочитать, как бы, хотя бы что-то надо от них прочитать, как бы, ну, настолько такие великаны, скажем так, поэзии, прозы, как бы, ну, что-то от них надо знать. Но когда я начал интересоваться, как бы, естественно, я всегда акцент делал на то, что, во-первых, как бы получить какую-то пользу, почитать что-то от этих авторов, но и с другой стороны, что-то, что более-менее может быть связано с нами. Нохчсаны, да, ну, война с нами. И вот в этом плане, как бы, например, вот Лермонтов, когда я вот, решал, как бы, вот гуглил, вот что Лермонтов писал вообще, вот что можно от него прочитать. Ну, много трудов у него, естественно, да, очень много. Ну, если мне интересует как бы и Лермонтов, и что-то про чеченцев, ну почему бы не почитать Измаил Бей? Измаил Бей и произведений. Так, как там это было? «И дики тех ущелье племена, им Бог свобода и закон война. Они живут среди разбоев тайных, жестоких дел и дел необычайных. А, Там поразить врага не преступление». Нет, подожди, это в конце было. Нет, там поразить врага не преступление, верна там дружба, но вернее мщение, это было в конце. Там в колыбели песни матерей пугает русским именем детей. Верна там дружба, но вернее мщение. И ненависть безмерна, как любовь. То есть это, например, Лермонтов о нас пишет, потому что он же против нас воевал тогда. Как бы, да, он был в рамках царской армии. Но даже в то время вот знаешь, я как бы всегда, мне нравится цитата Политковской, журналистки Йохар Инок. У нее была такая цитата, это прям видео есть в Ютубе. Она сказала следующие слова, примерно, если перефразировать. Она говорит, вот знаете, говорит, самое интересное, когда была царская Русь, когда Россия, царская Русь продвигалась дальше на Кавказ, завоевывала, уничтожала, самое интересное, что они Они открыто это говорили. Мы завоевываем территории на Кавказе. И я понимаю, как бы с точки зрения, с точки зрения россиян, я понимаю, что им это было принципиально. Иметь как бы выход на Черное море, на Каспийское море. Я это понимаю. И она говорит, но они как бы, они говорили как есть. Мы завоевываем и мы уничтожаем. Допустим, там те же чеченцы, черкесы, они как бы, ну, в данном случае для нас враги. Потому что нам нужно эту территорию завоевать, а тут есть какие-то горские племена, которые, ну, нам в этом препятствуют. И они это все говорили как есть. А сегодняшняя война, она говорила про войну 90-х лет, как бы, да, первую чеченскую, а сегодняшняя война, говорит, она другая. Потому что мы делаем, по сути дела, то же самое, но при этом пропаганда абсолютно другая. У нас почему-то потребность это все оправдывать тем, что геноцид русских, народ террористов, что вот международный терроризм, мы боремся. Короче, мы как бы сегодня это все завуалируем как бы в другие какие-то оболочки. Тогда как вот тогда, в то время, в 19 веке, никто ничего не скрывал как бы. И опять-таки, возвращаясь как бы к поэтам, к авторам, тот же Лермонтов, как бы, ну, например, я к нему, честно, если сказать, с уважением отношусь. Да, он наш враг. Да, окей, он против нас воевал. Но он написал много, как бы, хорошего. Ну, хорошего не буду говорить, но интересного. Хотя бы он что-то написал. Хотя бы он с уважением относился, как бы, к нам. Хотя бы он никогда не сказал, что, как Ермолов тогда сказал, что гнуснее на этой планете нету никакого другого народа, кроме Не-не-не-не-не-не. чеченцев. Самого, Ну, самого, самого, ага. да.
Ты даже не понимаешь, что он написал. Кто, Лермонтов? Просто. Лермонтов или Ермолов? Лермонтов. نوخشم تردا قيت ويازدنا قدريهنس نوخشم ترا حديث عن تعاقنا بودو انشكا عاش Пош, да, шдица интересно духовно. Ну, ногчима, перевод. Комплементарно дует. Хецум, ну. Насколько это комплементарно. А с Инглс потер дахнаунес. Царь Йокоми, он да, он сега. Адиса, английский мат, адиса так, мне интересно, как это на английском будет звучать. These tribes are like wild or There are some whatever. tribes living in the ditches, Bosh. That's it's hard to keep these вот, Йокоми, он да, сега. Ну, а насчет того, что верна там дружба, но вернее мещение, как бы, ну, это как бы, ну, комплементарные слова по отношению к нам. Нет, подожди. Нет, подожди, верна там дружба, но вернее мещение. Ага. Даже друг делч он мстит для Богу. Ну, изм факт моей. Дудаев Лома Эли, Дудаев тоже в свое время говорил, как бы, что чеченцы отличные, ну, Муэлец, можно немножко перефразирую, хорошие друзья, но отвратительные хищники, не хищники, Хорошо, ты хищник, отвратительный ты хищник, давай не хищник, хорошие друзья, но омерзительные враги лицо, да, он тоже был заражен этим, хорошо, омерзительный враг, а в Европе аж амацагайсквина. Аймостох, например, да, сток датчер, армельчер даже, бы, я клеч ногчеш, мацагасквина. Вы бегет вам арбош не могу, например. Вы, да, мстительный, а вот и здесь. Нет, имеется в виду, что если ты для меня сделал что-то хорошее, я тебе отплачу вдвойне. Но если ты мне сделал что-то плохое, ну, наверное, верну втройне, или там 4 раза как бы. Ой, обычный нахдуй. Просто были замкнуты в своем в этом Чечне, скажем, или там, не знаю, какая у нас площадь была, Ахейцул-Шале. Ишта замкнутые, дуется островом, там сон, ишта айндуй. Да, в горах жили, просто отдельно развивались. Да, короче, тоже Лазардо. Ой, эмоциональный ду, ой, оздал, ой, хазахет, ой, обычно нахду. Судючо, Лермонтов, скачаргам, ломаде, ой, зиеш мояш нас. И Кавказ, отцу, ешь, ну, Кавказом ешь холодцем, махком ешь холодцем. Но он так, обесчеловеченный бьешь холодцем, и да, и хаз мах бьются, да, честь фишка. Садючцу, и кам, мелхоз кам дугар. Мысль, которую я пытался передать, это не то, что Лермонтов нас считал красавчиком. Я просто хотел как бы сказать то, что, например, с Политковской, что Эллок, да, это то, что вот тогда хотя бы нас не поносили, хотя бы нас тогда, я не знаю, как цензурно выразиться, короче, у меня много слов в голову приходит, но... Мировая повестка тогда была колониальная. Да, и они не скрывали это, они это не скрывали. Тогда можно было говорить, хинти колониальных или хинти с гордостью бьются в дорогу, но сейчас мировая повестка другая. Это, тем более, да, у нас демократическое государство. 45-го года, да. Ну, 45-го года уже новый мировой порядок даже. Слухала даже все-таки открытую дочь. Ну, точно 45-го года, и ты получишь, молодец. Операция еще. Даже Гитлер сказал, что спецоперацию, а он не говорил, что он воюет. Он тоже его называл спецоперация. Короче, там, Барбаросса. Барбаросса. Да. Открытую, короче, я вас тут завоюю, убью Бошну. Мы, русские, тоже стараются. Ты же со мной согласен, как бы, в том, что... Они прекрасно знают, да. Они прекрасно знают, что нас они очередной раз завоевывают, усмиряют, короче, ставят опять в стойло, да, сбунтовавшийся какой-то там, я не знаю, це догавується. Це рыбыш моей, да, это какое-то племя сбунтовалось какое-то там, и его надо поставить в стойло. Вот и с этим они и пришли, и вот этим до сих пор они занимаются.
Разные методы для этого ищут. Как бы это более, скажем так, эффективнее этой цели достичь, разделяя и властвуя Божество. Цитаты, кстати. Я просто и Лермонтов все херовые, да, и каждый раз мне приходится заступаться, да, за нашу моральную устойчивость и удачу. Датчин, Йохком и Датчин, дружба мильцев, но они больше мстители, чем друзья Бог, что он уж выехать, да, и штик дать, Кипр. Дальше. Мир Не, сегодня другой. Ламанхо, Тут он, мова вы, неважно. кто сейчас говорит? Ламанхо, мова вы? Да, во. Асмацабох, его Дуахтагу, его, короче, его какого-то наш союзник, и Бог, да, я имею в виду, что, вот, если, например, сравнить, опять-таки ссылаясь на ту же Политковскую, Из Политковской книги аж не я, чеченская, це я ж кровавая война. ага. Це я ж И слово Я я просто выехать, что молодец, да, допустим, давай, короче, Политковский, я бы сказал, что она гораздо как бы комплиментарно о нас отзывалась, чем этот, как его, Лермонтов, да. Ну, Да, конечно, Политковская говорил, естественно, об этом Политковский, вообще чувак, сомнений нету. чеченцам эта война дала героев, а нам ублюдков бацу. Понял? Что важным, да, он если хач. Дальше, лаской, короче, ублюдкшью. Она, А войнишься, говорят, был геройшку. я не знаю, если это конкретно она говорила, или я уже как бы к этому пришел, то, что если говорить про царскую Русь, про Россию как бы 19 века, вот в то время были определенные политические деятели, которые как бы говорили, допустим, Ермолов, тот же Ермолов, но он открытым текстом говорил, как бы гнуснее нации на этой земле, кроме чеченцев, ну нету просто, их надо истребить. Открытым текстом, это его письма царю Николаю, по-моему, первому, по-моему, Николаю. Все, открытым текстом пишут, короче, их надо истребить. Нет, сам ставь себя на его место, даже несмотря, что это будет очень тяжело. А сегодня, ну, в кавычках сегодня, то есть, например, в 90-х годах там, или там 2000-е годы, там Шаманов, там другие какие там генералы, Рохлин, России, министр обороны, они по-другому все говорили. Они говорили, нет, это наведение конституционного порядка, это контртеррористическая операция. То есть как бы подмена понятий. И бог, Дерсей, как бы. Я не говорю, что Лермонтов, короче, красавчик. Я просто имел в виду, что есть разница между тем, как тогда о нас отзывались наши враги, тогда, и как они о нас отзывались, ну, в 20 веке, 20 и 21 веке. Есть большая разница, потому что тогда они ничего не скрывали. Они просто говорили, что да, этот народ для нас, ну, наш враг. Мы хотим завоевать эти земли. Нам они принципиально нужны. Каспийское море, Черное море, за ней Турция и так далее. А в 90-е годы пришлось придумывать, что нет, мы не просто как бы истребить народ хотим. Не. Они просто террористы. Там геноцид русских происходил, понимаешь? Что отчасти, как бы, может быть, и правда. Я не буду сейчас как бы вдаваться в подробности. Но суть в том, что пропаганда как бы сегодня работает. Последних, скажем так, нескольких, ну, последние десятки лет. Тогда пропаганды не было. Тогда открыто все говорили. Тогда все как было, ну вот как Ермолов, как письма писал царю Николаю. Как бы, никаких как бы, не, просто нам нужно завоевать территорию, поэтому мы их будем истреблять. Черкесов, вон, сколько уничтожили? Там 80, по-моему, процентов вроде бы их уничтожили. Все эти территории, где там сегодняшние Карачаево, Черкесия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Черкзия, и Мехташмыш, сколько их уничтожили, пока до нас дошли. Потом нас начали уничтожать. И до разбог, как бы, и двух бог, да, Церцей, Лермонтов, Пушкин и так далее. Хотя Толстой, Нохчемат, Амбида, Олш. Что? Я не знаю, если это правда или нет, но говорят, что Толстой чеченский язык знал в совершенстве. Хорошо. Федя, Вова, Тесла. Нет наушник, тем обсуждать варианты, холар.
накинуть, это тема интересная. То, как бы, снаружи, а чумовятней там полчаса еще. Так я слушать только могу. Короче, мне надо будет какую-то тему предложить, да? Для обсуждения. Чуток, ладошуш. Гренландия, схуял эту Теслу. Трамп, Гренландия. Майор дичь цыга, то, что там происходит сейчас. Не получишь там Гренландию. Бирку от бублика. Получить там я царствую, это в любом случае, но, валая, солнце, ох, клоун мой, да, как бы, я не знаю, я надеюсь, в Америке как-то какие-то выводы сделают после его президентского срока. И меня вот не то, что Гренландия, когда он даже с Венесуэлы этого Мадуро похитил, всегда в голове одно слово возникает — импичмент, импичмент. Ну, никто об этом не думает. Ну, вроде бы там в Конгрессе в Америке задумываются об этом, что там обсуждения какие-то ведут. Но основу устолил, да, что вообще конкретно беспредел мое солнце. Путину и Диняре, как бы, мы бы сказали, это просто беспредел, это, это как бы свойственно России, как бы они никогда права, скажем так, международное право не соблюдали и так далее. Но тут это творит, в кавычках, гарант демократии, как бы, во всем мире, по крайней мере, в северном полушарии, нет? На развалить Решсона, что делать. Он хочет довести европейцев до точки кипения и развалить НАТО. Единственное, что я за этим вижу. Дальше. Может, этой Гренландии ему тоже кто-то там стоит за этим. Может, там хотят какие-то конспирологические теории обсуждать. А может, там какие-то эти миллиардеры, биллионщики хотят там отсидеться Третьей мировой войны или Четвертой, какая там у нас по счету. Или еще чего. Или если люди достигнут какого-нибудь бессмертия, так, главное, концерн будет это, чтобы их случайно не убили. То есть им тут надо в какой-то либо в Антарктиду, либо в Гренландию, либо на орбиту, в космос, чтобы исключить абсолютно любой шанс, что какие-то сумасшедшие или радикалы их как-то там взорвут или навредят, им что-то сделать. То есть основной их цель, забот, как свою оболочку. Ну смотри, НАТО... Это, конечно, конспирология. Я это не... Я понимаю, это твои мысли какие-то. Но развалить НАТО, ведь, наверное, не сходится, как бы, то есть как бы оно не в соответствии с американскими целями, потому что НАТО — это, по сути дела, Америка. Ну ладно, мы возьмем Европу, как бы, окей, там Европа тоже есть, но самый главный член НАТО — это американцы, нет? Он за Америку. Алло. Нет, судить тогда нельзя сказать, что это за Америку. Может, наполовину, он дальше канадец поссорится, где это разве за Америку? Канаду же китайские объятия толкнуть Майцу. Разве это ша дють шутят, типа Россию от Китая, шуша бог дють, но с Канадой делает ровно наоборот. То есть нету логики в его действиях. Тесла, а у него же есть все равно и хорошие вещи, которые он сделал. Почему вот про это все забывают и вот только, вот, скажем, непонятные вещи говорят? Например, борьба с этими... Ну, так я как раз про это говорю, он как бы за Америку, но половина дел, что он делает, это как бы Америке хорошо, а половина на 180 градусов обратно плохо. Иду, короче. И именно что там международная политика касается державы, что сега, короче, это так чьи-то интересы как будто вырежется.
Ну вот, внутренне он ждет, то, что вот конкретно касается его государства, и он сейчас очень позитивно, особенно вот борьба с нелегалами и с криминалом. И что я желаю, чтобы в Европе тоже вот люди начали, государства начали вот так вот подходить к этому. Потому что ты сам знаешь, какие тут проблемы именно с этими, кто приехал с другой культуры. Но посмотри, он поддерживает Путина. Путин, Алиев по Сирии бомб действительно около там 5 миллионов сирийцев оказалось в Европе. То есть это последствия действий Путина. То есть иммигрант. Как это Трамп может, поддерживая Путина, быть блокировщиком иммиграции? Наоборот, он ее как бы очоливает своими действиями, я имею в виду. Не то, что там какие-то AIC ходят и кого-то вяжут, там выкидывают. А это как бы майнер усилий. А вот мейджор усилий сейчас с Путиным, вот я шмой. Тесла слышала. Во-первых, я хотел сказать, что я у тебя, скорее всего, украду эту цитату. Как-то раз я в одном эфире слышал, как ты высказался, как ты привел, скажем так, свое мнение и сравнение Штатов, Соединенных Штатов и России. Где-то ты говорил, что типа Соединенные Штаты это как такой гангстер в белой рубашке, в костюме, с галстуком, и он все грамотно делает. А в отличие от Штатов, России это сумасшедший человек, который шапки, ушанки, пьяный, с топором на тебя бежит. Мне эта цитата очень понравилась, так что я ее буду использовать и сразу предупреждаю, что буду тебя ее воровать. Вот, если ты не против, конечно. И На второе... здоровье. Только я чуть поправлю. Я имел в виду, что это гангстер, с которым можно по правилам сейчас, и он придерживается этих правил. Да, но итальянская мафия, например. Да. Ну да, все правила нарушаются, старший. И теперешний Трамп, он как бы это дело уже не под это дело уже не попадает, я имею в виду. Он нарушает эту парадигму, он нарушает как бы эту систему. Честно, как бы мое мнение, если, например, вот посмотрите на поведение Трампа в общем. Я, может быть, не информирован, как бы я, может быть, не все знаю, но у меня такое ощущение, что вот это какой-то ребенок, который просто попал в какую-то комнату, в которой много кнопок, и где можно управлять миром, и он просто все эти кнопки нажимает постепенно, чтобы поддержать какое-то вот это вот утверждение. Вот, например, возьмите войну, вот эти тарифы, как он ввел эти tariffs, тарифы эти, которые типа 25% там на Европу, там на Китай и так далее. Он сначала, это еще в прошлом году, по-моему, было, он ввел эти тарифы, пошлины, кстати, таможенные пошлины на товар, на продукты. Ввел тарифы, и как это в итоге закончилось? По-моему, он в итоге их отменил, и в итоге, как бы по оценкам самих же американских экономистов, они как бы принесли больше ущерба, чем пользы. То есть, насколько я знаю, как бы это факт. Потом я видел одно интервью, где, прикинь, журналист его спрашивает, типа, господин президент говорит, вот там вы против Испании ввели там эти тарифы там и так далее, и так далее. И прикинь, что он говорит. Испания, да, но Испания it's one of the BRICS countries, right? Он говорит, типа, it's one of the BRICS countries. Типа, одна из стран БРИКСа. Трамп его спрашивает. Ну, БРИКС — это как бы страны, которые там, кто там, Бразилия, Россия, что там, Иран, там, Южная Африка и так далее. То есть это как бы какой-то союз экономический, который, типа, против западного, в кавычках, мира. И как такую дичь можно было сказать, как бы, я бы понял бы, с одной стороны, можно понять, как бы, что, ладно, окей, каждый человек не может знать все. Я с этим согласен. То есть мы не можем все знать, как бы, и про международную политику, и про юриспруденцию, и про экономику, про медицину. Но именно Трамп, который себя позиционирует как бизнесмена,
ну, чуть ли там не экономиста, Трамп мог сказать такую дичь, что Испания одна из стран БРИКСа, когда Испания является частью Европейского Союза. И как это видео прошло, ну, мимо внимания обширной публики какой-то. Это в Ютубе есть видео. Более того, он еще пытается этого журналиста, который вопрос задал, он над ним надсмехается. Он говорит, it's one of the BRICS countries, right? One of Spain. Yeah, don't worry. You'll get it. You'll get it. Говорит, типа, как бы ты поймешь, как бы ты... Он еще над журналистом насмехается. При том, что он сам несет очевидную дичь, просто что Испания одна из стран БРИКСа. Ну, я не знаю, как бы, как вообще люди это не замечают. Ну, кто замечает, то не замечает, конечно. Просто те, кто замечает, ну, при этом его поддерживают, у них, наверное, иммунитет на, не знаю, логику и какое-то критическое мышление и так далее. Иначе я это не могу объяснить вообще, как вообще люди за него голосуют и поддерживают его. Велошинцу. Зависит от reaction, если вы от меня ответа ждете. Я тоже жду, пока кто-то свое что-то скажет. У тебя какие мнения, мысли по этому поводу Тесла? Зависит от reaction попозже. Солда Саладу, слушай, я вас слушаю. Это. هم بيوح كافر وأمريك ورق الله ورق مسلمان يا سندل от كافر شش أي مديت 5.51 درجة или 5.57 درجة أي تعطيه شلطة شو عشوت كهول شتوكشك شون طلع تعطيه شون Эльмир Кулиев, 5.51. Вот те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Воистину Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Только Пукина можно считать помощником и другом, потому что Пукин подарил чеченцам 1500 мечетей и рукотворный Коран. А остальные там, американцы и остальные, они хуже. Если кто не знает, спросите у джамбулатовцев. Они вам объяснят, что мусульмане для мусульман намного предпочтительнее Русия, чем загнивающие штаты. Проблема в том, что религию трактуют, толкуют, скажем так. И на сегодняшний день, вот, допустим, возьмем Россию. То есть какая-то конституция, которая говорит, что там разные конфессии, разные религии. И мы все поддерживаем, всем даем как бы какое-то свое право, вероубеждений и так далее. Но с точки зрения ислама, само российское государство, оно как бы против ислама, потому что главная цель ислама, если как бы брать источники, Коран и Сунну, это установить закон Бога, то есть закон Аллаха на земле. И ислам, он как бы не довольствуется тем, что, допустим, есть какая-то Чечня, или там какой-то Дагестан, или там, я не знаю, какой-то Татарстан, где можно исповедовать ислам и просто молиться. Он не довольствуется этим. Он говорит, что рано или поздно, вот хорошо, сейчас у нас власти нету, но когда власть будет, то надо завоевывать, надо насаждать, надо убеждать и, скажем так, огнем и мечом заставить всех остальных, чтобы они ислам приняли. Если они его не примут,
то тогда заставить их платить джизью, оставаясь униженными, как в Коране говорится. Но проблема в том, что все его трактуют как бы как себе выгодно, как себе угодно. А то, что религиозные деятели, кстати, не только и мусульманские, также и христианские, то, что они как бы с ФСБ работают. Ну, я, конечно, не буду утверждать, как бы, что у меня какие-то конкретные данные есть, но в общем я с этой мыслью согласен, наверное, то, что они всегда работают со спецслужбами. Потому что то же самое, как этот Кирилл, или как его зовут, и Латция, который главный православной церкви России, когда в Украине вся эта канитель началась, как бы, как он типа говорил, что да, это священная война, типа надо, все правильно, Бог этого хочет, там, и что-то в этом роде. Но учитывая, что он это сказал, как бы, ну, я думаю, из этого можно сделать определенные выводы, кем он работает и на кого он работает, скажем так, на Бога или на власть.